Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто подключился. Ну, мы с вами продолжаем, да, наш вчерашний разговор. И я по мотивам вчерашнего разговора, чтобы перейти дальше, буквально несколько моментов в сегодняшней презентации мне захотелось еще раз зафиксировать, может быть, более зрительно, наглядно и запоминающимся таким образом. Мы с вами вчера говорили, что нам всегда важно помнить, что есть у нас три типа мышления. Наглядно-действенное, скачет у меня, наглядно-образное. Нет, я хочу третий слайд. И словесно-логическое. Ага, может быть, он там один слайд заменился. На этих картинках мне хотелось обратить наше с вами внимание еще раз на то, что все эти три вида мышления играют колоссальную роль в жизни взрослого человека. И разные профессии базируются на разных типах мышления. И профессий, которые основаны именно на словесно-логическом мышлении, не так много. Их меньше, чем тех, которые основаны на наглядно-действенном и наглядно-образном. Я все время вот это акцентирую, потому что у нас вот традиционная методика и вообще традиция дошкольного образования, именно наша отечественная, она в какой-то момент очень сильно ушла в разговорный жанр. То есть все усилия педагогов прямо вот с рождения ребенка были нацелены на развитие именно словесно-логического мышления, как предпосылки научного мышления. И независимо от возраста, часто можно видеть, что педагог гораздо больше внимания уделяет тому и больше планирует какую-то речевую свою собственную активность, чем продумывает, какие материалы он предоставит детям и что он предложит им делать. Вот поэтому эти три слайда, они, видите, для того, чтобы мы с вами вот понимали, да, есть совершенно маленький ребенок, который, так сказать, он именно маленький, но при этом он занимаясь вот своей этой предметно-манипулятивной игрой, он занимается очень важным делом для развития и формирует, собственно, основу и для наглядно-образного, и для словесно-логического мышления тоже. И вот это наглядно-действенное мышление совершенно необходимо людям практических профессий. Механику, например, слесарю, портному. Они должны уметь понимать, чувствовать. А наглядно-действенное мышление – это мышление, которое всегда оно связано с пространством и с собственным движением. То есть это координация восприятия пространства и движения собственного тела. Ну, в данном случае, например, руки. Вы удивитесь, но и работа хирурга у человека, у которого не развито наглядно-действенное мышление, невозможно. В этом курсе мы не будем с вами обсуждать виды интеллекта, виды одаренности, но вот это имеет туда прямое совершенно отношение. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не становились такими птицами-говорунами и не фиксировались только на речевой деятельности детей своей собственной. Ну, по счастью, именно вот на примере ваших коллег я видела, насколько замечательно организована, например, разнообразная как раз конструктивная деятельность детей, которая имеет прямое отношение к развитию пространственного воображения и, опять же, наглядно-действенного мышления. Ну вот слайд с наглядно-образным, похоже, что у меня просто два про словесно-логическое, но я потом поправлю это в презентации. Про словесно-логическое вы прекрасно понимаете, что это такое. Мы с вами вчера говорили подробно о необходимости развития сенсорики. Я вам сегодня добавила еще один слайд для того, чтобы мы зафиксировали, да, когда мы говорим про сенсорику, вот наши органы чувств, вот что с помощью этих органов чувств мы учимся различать и выделять. Мы говорили с вами о прилагательных,
как основной такой единицы, которую необходимо усвоить в младшем дошкольном возрасте. Зрение дает нам возможность различать цвет, форму, величину. Осязание мы различаем фактура, колючий, мягкий, там, плотный и так далее. Мы различаем вес, тяжелый, легкий, мы различаем температуру. Обоняние мы различаем ароматы, запахи. У них, как правило, ассоциативные названия. Это чрезвычайно интересная тема. Я вообще с удовольствием бы прям делала отдельный курс прям по сенсорике. И, кстати, вот часто спрашивают педагоги, какие пособия, какие системы сочетаются с радугой, не сочетаются с радугой. Вы понимаете, что сочетаются те, у которых соблюдены основные принципы. И вот я могу сказать, что, например, сочетаются все идеи вальдорфской педагогики, и совершенно хорошо сочетается система Марии Монтессори, взятый именно так, как это предлагает Мария Монтессори. У нее есть один интересный нюанс. Она организует пространство для сенсорного исследования восприятия, но не сопровождает это речью. И вот принципиальное отличие системы Марии Монтессори сенсорного развития от нашей как раз традиционной системы сенсорного воспитания заключается в отсутствии речевого сопровождения. В нашей системе, в нашей традиции педагог непрерывно что-то говорит. Мы с вами вчера уже обращали внимание на то, что возможности концентрации, удержания внимания маленького ребенка невелики. И даже у взрослого человека на самом деле та же самая история. То есть, если вы хотите, чтобы человек точно вас услышал или что-то увидел, нужно его внимание направить не в несколько сторон, а сфокусировать на чем-то конкретном. Либо на зрительном восприятии, либо на его восприятии на слух, либо он что-то ощупывает. Одну задачу в одну единицу времени. Это универсальный, очень простой, но очень важный принцип. Когда вы планируете любое занятие, мы завтра еще будем об этом подробно говорить, пожалуйста, приходит мне мысль, про что надо завтра не забыть, я поэтому иногда записываю, не удивляйтесь, чтобы у меня такая там потом каша из моих записей, но я из нее выстраиваю следующую встречу с вами, чтобы оно вытекало как бы еще одно из другого. Вот. Поэтому очень такой вот важный момент, когда вы планируете занятия, очень важно ясно понимать, какая цель у вашего занятия. Вот одна задача, и все остальное сопутствует и становится как раз пространством инициативы детей. Понимаете, если я провожу занятия по математике, я не ставлю к нему еще 5 целей. У меня занятия по математике, вы, так как все работаете, вы методику видели, знаете, представляете себе. Всегда есть продуктивная деятельность. У меня нет занятий по математике, чисто разговорно. Всегда дети потом рисуют, лепят, клеят, строят, что-то делают. Но при этом я никогда не ставлю задачи изобразительный, художественный, еще какой-то, еще какой-то. Вот пространство продуктивной деятельности здесь – это уже пространство свободы, инициативы, воображения и творчества ребенка. Это очень важно с двух точек зрения. И с точки зрения развития этих качеств у детей, и с точки зрения самой математики. То есть мое внимание тоже как педагога не распыляется. Если сегодня мы решаем задачи на сложение, я занимаюсь задачами на сложение. Я не занимаюсь развитием речи, хотя мы сочиняем и придумываем задачи. Я не ставлю этих целей, моя голова не занята этим. Я не занимаюсь развитием художественных навыков, каких-то там навыков рисования, хотя дети рисуют эти задачи. Понимаете, о чем я говорю? Это очень, для нас это очень важный момент, потому что он, во-первых, он облегчает, с вас падает вот эта нагрузка, когда у вас 5 целей, вы за всем этим бежите, это создает ситуацию стресса всегда. Очень важно, чтобы педагог планировал свою деятельность таким образом, чтобы он чувствовал себя в ней комфортно. Опять же, я думаю, что мы завтра на этом остановимся отдельно немножко подробнее, потому что это тоже очень важный момент в нашей программе, это учет индивидуальности педагога.
и подстройка того, что происходит в группе, в том числе и под личность, интересы, возможности педагога, который в ней работает. Это абсолютно нормально, это абсолютно возможно, это абсолютно естественно, потому что такова специфика нашей профессии. И, на мой взгляд, очень важно для вот и авторов программы, и для понимания давать это пространство свободы. Точно так же, как вот региональный компонент. Это тоже большое пространство свободы определения содержания. И поэтому мы его фиксируем, что здесь нужно, чтобы это от вас шло, а не от кого-то, кто, так сказать, рассказывает. Поэтому вот, возвращаясь, я говорила, что обоняние очень интересная сфера на самом деле. Слух. Дети различают громкость, различают высоту звука, различают длительность звука. И, естественно, различают разные шумы, могут различать голоса и так далее. Вкус. Мы различаем кислый, сладкий, горький, соленый. Это то, что вот это те признаки, которые, и, соответственно, разумеется, здесь цвет, есть много названий. Мы с вами вчера это обсуждали. Есть еще такая особая форма чувствительности, это вот мышечное чувство, ощущение положения собственного тела, имеет как раз отношение к развитию наглядно-действенного мышления, это тоже важно. Значит, свойства мы с вами вчера сказали, что это такое, не будем повторять, я просто зафиксировала для вас органы чувств и что именно мы с помощью их различаем. И, пожалуйста, когда мы говорим про сенсорику, то важно, чтобы мы работали вот до 4 лет, очень много, обильно, богато работали со всеми органами чувств. У нас первая проблема – это непрерывное говорение, которое отвлекает детей в этом возрасте от занятий и восприятия. И вторая проблема – это фиксация на зрении. Мы все даем через зрение. У нас, у взрослых, современная культура преимущественно зрительная. Для нас это довольно естественно. Но для ребенка, давайте помнить, младенец рождается больше всего, какой анализатор у него, лучше всего, какой анализатор у него развит. Можете написать, можете ответить про себя. Я не буду делать эти паузы, дожидаться ваших ответов. Лучше всего у него развито обоняние. Младенец узнает свою мать по запаху. Он прекрасно различает вкус. Поэтому грудное вскармливание, помимо всяких других полезностей, имеет и ту особенность, что каждый раз материнское молоко имеет другой вкус. А для развития мозговых структур новорожденного очень важен постоянный приток новых впечатлений, новых ощущений. Но на самом деле он важен и для более старших детей. И поэтому, например, я очень большое внимание уделяю сенсорному качеству счетного материала, когда мы говорим про детей старшего возраста. Когда мы начинаем заниматься счетом. Счет само по себе занятие не сильно увлекательное и не особо нужное маленьким детям. Когда они считают с удовольствием, когда они с удовольствием держат в руках и получают сенсорные впечатления от счетного материала. Почему вслед за вальдорфскими педагогами я все время говорю, пусть у каждого ребенка будет свой счетный материал, который ему нравится. У одного и желательно природный, у одного камешка, у другого ракушки, у третьего шишки, у 4-го желуди, у 5-го бусины, у 6-го маленькие машинки, у 7-го еще что-то. Понимаете, он наберет этот материал, принесет его из дома, вы можете собрать его осенью на улице для детей. Но когда ребенок в процессе счета перебирает в руках камешки или ракушки, у него его руки получают, его глаза получают очень разнообразное сенсорное впечатление. Я, опять же, много об этом говорю, очень не случайно. Потому что эта забота о сенсорном качестве того, что мы детям предлагаем, обеспечивает, во-первых, развитие художественно-эстетическое, вкус, понимание гармонии, сочетаемости. Это все из опыта возникает. Это нельзя теоретически никому рассказать.
Это все возникает в процессах восприятия. И какой материал мы даем для восприятия, да, это очень важно. Вот вы дальше в презентации увидите, как сильно отличается вроде бы одна и та же задача, классификация по цвету, коллективная аппликация. Но все зависит от того, какие картинки вы подберете, насколько они будут изначально красивы и разнообразны по оттенкам, или они все будут приблизительно одинаковые. К сожалению, практика, которую обычно я вижу, очень такое простое, какое-то и однообразное качество сенсорного материала, которое предлагается детям, в том числе и зрительного. И вот это качество сенсорное, оно обеспечивает не только, оно обеспечивает устойчивость и длительность внимания детей. Если мы даем счетные палочки, то внимание держится 1–1,5 минуты. Если дети в процессе работают с камешками и ракушками, они могут их перебирать и считать и 10 минут, и 15 минут. Почему? Потому что на ощупь это разнообразное, приятное, потому что природный материал при соприкосновении всегда дает интересный, приятный звук. То есть есть звуковая еще атмосфера, которая поддерживает. У ребенка наша работоспособность нашего мозга поддерживается притоком впечатлений. Почему нам для того, чтобы, да, там как бы совсем не заснуть, что мы делаем? Мы включаем музыку. Достаточно такую живую, подвижную, ритмичную, и наш организм практически мгновенно. Он приходит в тонус, повышается общий уровень его энергии. Это все очень важно понимать и помнить в работе с маленькими детьми. А у нас все время внимание на что-то, вот оно уходит на то, что нам кажется более важным, на самом деле оно значительно менее важное. Очень важен звуковой фон, очень важна, вчера мы с вами много говорили об этом, зрительная атмосфера, которую вы создаете в группе. То есть от этого зависит состояние детей. Дети могут быть перевозбужденными, потому что все слишком ярко и слишком пестро вокруг них. Это очень такая частая история. Их нервная система получает гораздо больше импульсов для возбуждения, чем для умиротворения, скажем так. Поэтому вот обратите, пожалуйста, на вот это сенсорное качество материала, с которым работают дети, очень важно на протяжении всего дошкольного детства. Все, что касается эстетической художественной истории. Наша задача – обеспечить разнообразные качественные материалы. Я буду говорить об этом дальше. В нашей программе не ставится задача обучения никаким изобразительным навыкам. И это имеет, опять же, фундаментальную психологическую природу. Есть две сферы, о которых писал Лев Семенович Выгодский, вы знаете об этом наверняка хорошо, потому что об этом рассказывали. Это творчество детское, в частности рисование, и игра. Это сферы самостоятельной деятельности детей. Они имеют развивающий свой смысл-эффект только в том случае, если это самостоятельные виды деятельности. К сожалению, наша традиционная педагогика с идеей как бы всем управлять и все формировать, а эта идея, она как бы взята, спроецирована на педагогику дошкольную из глобальной идеологии. Мы помним, да, чудесный лозунг «Течет вода Кубани-реки, куда велят большевики». Вот ровно в этой же логике сформировалась идея, что все нужно формировать, нужно учить детей рисовать. И дошли мы даже до того, что детей нужно учить играть. Я очень хорошо помню, это я еще работала воспитателем в детском саду, но была уже членом Федерального экспертного совета по изданиям педагогическим и по игре игрушки. Тогда это было, как раз председателем всего этого была удивительный, конечно, человек Маргарита Васильева. Она была же главным редактором журнала «Дошкольное воспитание», в редколлегию которого я тоже входила до тех пор, пока, ну, собственно, эта редколлегия работала реально как редколлегия. Она работала очень, мы встречались, на самом деле, каждый месяц, 15 человек, ну, таких известных методистов, практиков, ученых. В общем, очень сильный был коллектив. Мы все статьи обсуждали коллегиально, это было очень интересно.
Вот в этот экспертный совет на самом деле я вошла именно как практик, как воспитатель. Интересно, я просто сейчас у меня картина, я вспомнила, как я первый раз... И действительно, это было-то очень... Я фактически только закончила факультет, но вот я тогда познакомилась с Маргаритой Александровной, ее кабинет в Министерстве просвещения еще на чисто прудах, там ковровые дорожки, вообще такая очень... безусловно, эффектная женщина, интересная. Так вот, я к чему всю эту историю? Вот еще я работала, я тогда познакомилась, так как у меня образование психологическое, я не училась в пединституте, для меня вообще было совершенно немыслимой какой-то вещью, что кому-то приходит в голову учить детей играть. И я помню, что я тогда писала отрицательные рецензии на книги, которые фактически уже выходили там, большими тиражами, и вообще это был такой, как сейчас современным языком говорят, это был уже тренд в педагогике, обучение детей игре. А так как для меня это было, я из другой совершенно консерватории, то я не знала этих фамилий, я не знала этих авторов, потому что если бы я знала, я бы, конечно, наверное, это меня бы остановило. Но я писала тогда отрицательные рецензии, именно я тогда с изумлением говорю, позвольте, как же можно учить детей играть, когда смысл игры – это именно самостоятельная деятельность детей, в которой отражается то, что ребенок получил из нашего мира взрослых. И фактически мы потом очень много обсуждали, очень много говорили об игре. Вот уже в нашем радужном коллективе у Софьи Густавовны были всякие очень интересные идеи, и частично что-то мы реализовали у нас в книжках по планированию, мы писали, то есть мы говорили, описывали, как взрослый может включаться в игру. Это не значит, что нужно шарахаться каждый раз. Дети иногда приглашают взрослых в игру, не всегда и не всех. То есть первое, в игру нельзя влезать, ею нельзя управлять, ее не нужно планировать. Но если дети вас приглашают, в нее можно включаться. И для этого нужно понимание, на каком уровне развития игры, опять же, в каждой возрастной группе она находится, что нужно делать, чего делать не нужно, и как, собственно говоря, входить в игру, оставляя инициативу на стороне ребенка. Это очень важно. Так вот, когда мы говорили уже потом с Софьей Густавовной, сформировалось какое-то мое представление об игре, я говорила Софье Густавовне, что, понимаете, игра – это на самом деле зеркало сознания. Бессознательного, конечно, но и сознание ребенка. В игре он отражает, это зеркало. Он отражает те впечатления, которые он получил из внешнего мира. Он отражает мультфильмы, которые он смотрит, он отражает то, что происходит с ним в семье. То есть если мы хотим, нам хочется, чтобы эта игра была богаче, интереснее и более какой-то такой цветистый, нам нужно расширять опыт ребенка. Это так же, как у нас мы написали книгу, у нас в комплекте «Радуга» есть книга «Игра в дошкольном возрасте», 3 автора. Татьяна Николаевна Доронова, как автор игровой мотивации, метода игровой мотивации занятий с детьми, Ольга Александровна Карабанова, доктор психологических наук с нашего факультета, мой преподаватель в свое время, и я. У нас в нашей программе есть просто отдельная книга про это. И там как раз собственно, мы обсуждали тоже эту тему, что когда утром подходишь к зеркалу, есть такая известная шутка: «Свет мой, зеркальце, молчи, я умыться подошла». То есть не всегда утром мы нравимся себе, но мы же не начинаем с вами красить зеркало. Мы смотримся в зеркало и красим лицо. Игра – это зеркало реальности, в которую ребенок погружен. Если мы хотим, чтобы что-то поменялось в игре, нужно менять реальность, нужно дать ему другой опыт, нужно дать ему другие впечатления, и это получит отражение в игре. Если ребенок, я очень хорошо помню начало 90-х годов, когда дети у нас серьезно абсолютно играли в заседание Президиума Верховного Совета. Они говорили: включите, пожалуйста, 5-й микрофон. Что было по телевизору включено у взрослых и шло непрерывно, в это дети играли.
Дальше пошли сериалы «Рабыня Изаура», это «Просто Мария», «Три мушкетера». В общем, они благополучно вот до тех пор, пока «Санта-Барбара», то, что они получали на входе, то же самое мы видим на выходе. Когда мы видим, что дети там ругаются, бьют кукол, это не потому, что ребенок плохой, это потому, что он получил такие впечатления, и он, соответственно, отражает их в игре. Приблизительно та же история на самом деле, и очень тонко Лев Семенович Выгодский подметил это сходство, родство изобразительной деятельности ребенка и игровой деятельности. И он писал о том, что изобразительная деятельность – это, по сути, игра на бумаге. Именно так это и есть. И интересно, что этапы развития изобразительной деятельности, они как бы параллельны этапам развития игры, потому что ребенок и речи тоже. Ребенок начинает с изображения отдельных предметов, да, то есть как вот имена существительные. Сначала у него это там жук, машина, что-то еще, что-то еще. Потом он начинает отображать ситуацию, у него появляется какая-то композиция. Но ситуация это статична. Вот мы будем с вами сегодня говорить про средний возраст, когда у ребенка появляется возможность понимания пространства более широкое, чем то, что у него сейчас в руках находится. Но при этом еще нет времени. И, соответственно, в игре это тоже появляется. Мы с вами вчера говорили, младший возраст – это игровое действие. Именно действие. Кормлю, укладываю спать, катаю, покупаю и так далее. В среднем возрасте появляется игровая ситуация, и в ситуации появляется игровой диалог. Покупатель-продавец, врач-больной, ну и так далее. Да? То есть вот, но эта ситуация локальна. Пришел за продуктами, купил продукты, ушел. Все, дальше ничего не развивается. И только ориентировочно около 5 лет, мы сегодня будем с вами говорить про этот возраст, когда у ребенка появляется то, что мы называем временная перспектива. Вот смотрите, новообразование, появилась временная перспектива. И я не даю задачи, решения задач по математике и, собственно, отсчет и пересчет до этого времени. Потому что пока ребенок не может удерживать в сознании кино, вот в среднем возрасте он научился удерживать в сознании картинку. Эта картинка может быть разной. В 3 года, до 4 лет, ребенок удерживает в сознании предмет. Одну вещь он видит, он не видит больше ничего. Ну, это утрировано, но это вот способ его восприятия мира. Вот он видит сейчас ручку, он воспринимает ручку. Он видит блокнот, он воспринимает предмет. В среднем возрасте он начинает воспринимать целостную картинку. Но эта картинка, вот как она есть в данный момент. В старшем возрасте у него появляется возможность, он может себе представить, у него появляется кино. То есть какое-то движение, какой-то процесс, он может себе представить этот процесс. Пересчет сам по себе – это процесс, это процессуальная вещь. Поэтому мы знакомимся с числами, цифрами, у нас шикарное, очень такое яркое, замечательное, интересное, абсолютно неторопливое время, средний возраст по математике. Когда мы осваиваем вот натуральный числовой ряд в пределах десятка, если вы соскучитесь, все освоили, вы можете идти дальше, пожалуйста, куда угодно. Там второй десяток, сотни, тысячи, это не проблема. Но у нас нет отсчета, пересчета, решения задачи, получения результатов. Почему? Потому что нет вот этой базовой истории, когда появилось кино, когда появилась возможность вот этой временной перспективы. Так вот, появление этой временной перспективы в игре в чем отражается? В том, что появляется сюжетосложение. Дети уже не играют, просто сходил в магазин, вернулся с покупками. У них возникает история. Играю в семью, сходил в магазин, вернулся с покупками. Я сейчас на самом деле воспроизвожу что-то тоже довольно архаическое, потому что сейчас дети играют как-то, наверное, по-другому. Игра очень быстро следует за изменением
жизни взрослых. Конечно, когда мы где-то, ну вот на стыке, конец 90-х, увидели, что вместо истории там мама, папа, там обед и все такое, мы увидели, что у нас там есть мама, охранник, любовник, ребенка потеряли, мы, конечно, у всех так немножко волосы встали дыбом, но это опять же то, что дети видели, слышали вокруг себя, они это отражали. Поэтому сейчас какие-то наверняка есть свои реалии, и важно понимать, что эти реалии будут разные у нас в разных регионах. Они не будут одинаковыми, потому что, ну, опять-таки, у разных детей может быть совершенно разный опыт. Так вот, значит, вот эта вот процессуальность, она же будет отражаться и в рисунке, потому что рисунки детей, вот старше 5 лет, они тоже становятся сюжетными. И там интересная такая есть штука, что ребенок может, допустим, вот мальчики, они рисуют какое-то сражение, да, они нарисовали, вообще был хороший рисунок. Дальше все это начинает стрелять, пулять там. И здесь же на этом же рисунке ребенок рисует взрывы, комья там земли, горы трупов. И в итоге мы имеем коричневую, страшную такую, и даже иногда местами прям порванный лист бумаги, который рисунком назвать абсолютно невозможно. Это просто какая-то совершенная бяка, но ребенок абсолютно доволен. Потому что для него процесс рисования – это, по сути, процесс игры в пространстве этого листа. А к чему я все это рассказываю так подробно? К тому, чтобы мы с вами понимали, что развитие, собственно, графических умений, оно следует за ростом сложности, когнитивной сложности, на самом деле, ребенка, его понимания ситуации. И, естественно, развитие его руки, но оно тоже следует за этим. Поэтому, вообще говоря, нет совершенно никакой необходимости детей учить рисовать. В чем есть, ну, может быть, некоторый смысл, ну, и естественно, что мы это делаем в процессе подготовки ребенка к школе, это подготовительная группа, не раньше. Мы даем различные упражнения просто на тренировку зрительно-двигательной координации, подготовки руки к письму. Это ни в коем случае не письмо букв письменных, ни в коем случае. Хотя рисовать печатные буквы дети могут, и часто они это делают сейчас уже и в 3 года. Это отдельная тоже такая большая тема. Тоже мы не будем ее в этом курсе касаться, но в принципе она такая интересная. Вот это смещение интереса детей к грамоте, буквам. Важно вот в этой истории, опять-таки, почему я говорю, важно правильно, разумно распределить силы, время педагога и детей. У нас нет никакой необходимости учить детей рисовать, лепить, клеить и делать что-то еще. Они учатся этому в процессе каких-то практик и деятельностей, которые мы им предлагаем. Они учатся, ну, как бы сказать, естественно, что вы там показываете, с какой стороны клеем намазать, но нет этой цели, понимаете, научить клеить. Нет этой цели научить рисовать там черепашку, медвежонка, еще кого-то. Я не знаю, как у вас в жизни это сейчас организовано, я просто нередко вижу, что вот прям огромное количество усилий и времени детей тратится на то, чтобы научить их какому-то шаблонному варианту изображения чего-то, какого-то предмета или персонажа. В этом совершенно никакого смысла нет. Это абсолютно никому не нужно. С точки зрения художественного развития это блокирует художественное развитие. Потому что любая вот эта стереотипность, она блокирует воображение, она блокирует развитие собственных восприятий, способностей ребенка. Она вредна. Но у нас, опять же, какое-то такое желание получить какие-то красивенькие, с нашей точки зрения, картинки, непонятно, откуда оно берется. Вроде бы от нас уже особо никто этого не требует и не ждет. И просто я хочу сказать, что на это не нужно тратить время. На самом деле у нас в детском саду на все достаточно много времени. Если мы не будем заниматься тем, чем можно и нужно не заниматься. Знаете, есть такое прекрасное управленческое, ну, как бы максима, что не нужно эффективно делать то, чего делать не нужно вообще. Вот это как раз касается истории про
навыки изобразительной деятельности на самом деле. И это огромный сразу пласт времени, который у вас освобождается. А так как у нас и в познавательной деятельности во всех ее видах продуктивки очень много, и, естественно, есть еще история ручного труда, декоративно-прикладного, всякого творчества, которое на самом деле имеет отношение больше, как бы оно в контексте труда, движение к труду возникает. И именно с позиции желания получить результат интересный, значимый для себя и для других. Понимаете, то там прекрасно, мы получаем прекрасное развитие руки, разнообразные всякие навыки. Рисуют в итоге дети-то замечательно. Работы разные, работы интересные, работы веселые, работы неожиданные, работы яркие. Но все это как-то, вот понимаете, не в контексте вот этого надсадного обучения навыкам происходит. Это происходит в очень таком легком, свободном совершенно формате. Занятий никаких нет, вот этих запланированных в определенное время. Это все но есть, вот опять же, дали материалы. Вчера мы с вами говорили об этом, да, там про бумагу. Дали разнообразные материалы, вот думаем об этом. Я сегодня вот проснулась опять с этой мыслью, вчера вечером смотрела фотографии. Ну почему? Вот я все время, где бы люди ни жили, у них у всех вот сейчас делают новогодние всякие поделки, идеи-то хорошие. Но у всех, как на подбор, вот этот самый дешевый набор односторонней цветной бумаги. У нее, я не знаю, как сказать мягче, потому что мне хочется сказать, у нее отвратительные цвета. Ну, правда. Ну, вот реально отвратительные. Они все, во-первых, они очень грязные. У цвета есть 3 характеристики: цветовой тон, светлота, насыщенность. Цветовой тон, понятно. Светлота – это степень разбавленности белым, насыщенная степень разбавленности серым. Все цвета в этом наборе цветной бумаги разбавлены серым сильно. Это грязные тона. Они плохо сочетаются друг с другом. Получается вот какая-то однообразная такая серая, какая-то невнятная каша. Почему люди не хотят брать вот бросовый материал, я опять же говорю, там из газеты, журналы, вы просто из там реклам вот этих вот, если нарезать, будет там хорошая глянцевая, яркая бумага, хорошая печать, хорошая цветопередача. Будет ярко, весело, необычно, нестандартно, абсолютно бесплатно. Почему никак мы не можем к этому? Весь мир, так сказать, он живет на этом, он живет в этом. Почему мы никак не можем сдвинуться в эту сторону? Хорошо, я понимаю, если у вас много денег, то я бы сказала, хорошо, тогда покупайте дорогие наборы цветной бумаги, двусторонние, с красивыми цветами, ну, если уж, да, хочется именно цветную бумагу, но тогда ее нужно покупать качественно. Если нет денег, то есть очень много возможностей выхода. Но мы это не используем. Почему не используем? Потому что мы так не мыслим. Потому что мы не очень привыкли заботиться об этом сенсорном качестве и даже вообще задуматься. А вот, я предлагаю детям с этим работать. Изначально-то вообще это как выглядит? Это хорошая идея. Я в свое время часто, знаете, со своими педагогами в своем центре, они, девчонки, многие рукодельницы, они во все с удовольствием включали ткани, лоскуточки. Но так получалось, вот почему-то нередко, что среди этих лоскуточков было много серых, черных, темно-синих, каких-то таких вот мрачных расцветок. Я всегда с ними потом, я говорю, девчонки, работа потрясающая, сделано все великолепно, но от чего же вот этот вот мрачный, это вот эти, скажите, давайте мы там закупим обрезков на какой-нибудь фабрике текстильной, это будет смотреться хорошо. Но почему же огромную вашу работу, прекрасную педагогическую, нужно испортить то, как она выглядит, тем, какой вы материал подобрали? Вот это сплошь и рядом штука, и поэтому вот я все-таки сенсорика – это основа, это очень важно. Я вам вчера рассказывала про сенсорную коробку, и сегодня я вам специально поставила слайды, которые как раз подробно описывают, я сейчас не буду снова на этом останавливаться, которые описывают эту технологию. Это технология для детей раннего, младшего возраста. И я очень вам предлагаю, призываю воспользоваться ею. Потому что, опять-таки, вот мы как-то, понимаете, в чем здесь
мы привыкли совершать усилия определенного рода. И вот воспитатель, он опять же привык продумывать, вот что я детям расскажу. Он привык продумывать речевую свою деятельность. А детям нужно предоставить, в данном случае, подобрать материал. Это усилие другого рода. Это нужно походить по группе, переключить свои мозги с разговорного жанра на жанр, опять же, восприятия. Собрать эту коробку, подобрать эти предметы, вспомнить, что у меня дома такое есть. Это работа, она требует внимания, она непростая. И поэтому очень часто люди просто ее игнорируют. Кто это делает? Это делают в детских клубах. Там, где нужно, чтобы детям было весело, интересно и нестандартно. И, опять же, родители платят за это отдельные деньги. Но, в принципе, это вот такая, как бы, наша ноу-хау. И сейчас даже появились, на самом деле время идет, сейчас появились даже в продаже, есть такой отдельный товар, именно сенсорные коробки, которые подбирают и предлагают уже готовые. Если у вас есть деньги, их можно купить, набрать в интернет, вы найдете это. Я просто тут всегда как бы рассчитываю на то, что средств их может свободных особо не быть, потому что все это можно набрать вот вокруг себя и потом обратно вернуть на месте. Еще одна технология – это сезонные сенсорные мини-праздники. Это тоже технология ранней и младшей, вот это прямо для младшего возраста. Особенно ярко это все происходит осенью, зимой там тоже есть свои моменты, связанные со снегом, со льдом, вот такие вот вещи. То есть это мини-праздник, это в принципе событие одного дня. Вообще я и вот Лилия Викторовна Редько тоже, мы с ней любим делать вот такие события одного дня. Образовательные события одного дня. Любим и в работе с детьми, и в работе со взрослыми. Например, у нее там вот в ее именно, таком копилке ее методического опыта каждый месяц она устраивала какой-то мини-праздник для педагогического коллектива. Праздник новой блузки, праздник там каких-то чаев. Вот недавно был Международный день чая. Когда? Вчера. Там праздник пирога. В общем, вот, и смотрите, это тоже все сенсорика. Вот мы взрослые люди. А для нас-то праздник – это тоже прежде всего что? Это необычная сенсорика, это яркие фейерверки, это какие-то костюмы, это какое-то угощение, еда. То есть праздник, он всегда сенсорно очень насыщен. Понимаете? Это очень такая вот, важная штука. Поэтому и как женщинам нам, как бы мы отвечаем за сенсорику пространства, в котором живем мы и все, кто нас окружает. Мужчина ее создавать не может. Есть, которые могут, но это единичные такие в поле зрения художественного склада люди. Мужчина может создавать технологии, он может сделать так, чтобы всем было удобно. Я время от времени, я, кстати, как-то тоже писала, что я очень прям благодарю мужчин, которые придумали стиральную машину, посудомоечную машину. Мне подруга написала: Лена, посудомоечную машину придумала женщина. Я очень благодарна мужчинам, которые придумывают массу полезных вещей, которые делают нашу жизнь проще. Это вот их такое, они, здорово у них это получается. Мы создаем атмосферу. Атмосферу всегда создает сенсорика. Когда мы создаем интерьер, что мы продумываем? Мы продумываем фактуры, мы продумываем цвет, мы продумываем геометрию, которая нас окружает, правильно? Сейчас очень популярный тренд, я не случайно вам напомнила про ароматы, это ароматизаторы. Используют ароматизаторы в магазинах, в офисных помещениях, в ванных комнатах, то есть в специальные. И, скажем, мы, в принципе, опять-таки, это отдельная тоже тема, но меня интересовала очень ароматерапия. Мы использовали аромалампы, аромамасла и для профилактики заболеваний у детей, и для создания тоже определенного там в разное время года определенной атмосферы тоже это делали. Поэтому праздник – это всегда сенсорика. И вот нам, будучи женщинами, тоже важно вот в эту
не уходить целиком в голову и вот в эти словесные конструкции. То есть нам это лично тоже полезно, если мы будем об этом думать. Вот что я имею в виду. Вот такие сенсорные мини-праздники. Я вам привела пример одного праздника именно для маленьких детей. На самом деле это содержание можно расширять. Подробно вот эту историю как раз мы исследовали в программе «Наследие», но я это все уже взяла в программу «Радуга». И тоже сейчас планирование, вот, которое сделано, тоже ну, как бы всем этим делюсь и тоже предлагаю, потому что на самом деле это очень здорово, это очень просто и позволяет сделать жизнь и детей, и вашу яркой, интересной, насыщенной, разнообразной. И дает очень хороший импульс для развития речи, для расширения кругозора, для формирования целостной картины мира. Я дальше в саму по себе, то есть технология очень простая. Вы выбираете, в данном случае это на основе народного календаря, но тут возможны разные варианты. И вот, ну, именно поскольку, то есть основа это какой-то календарь, какие-то календарные даты событий. Например, опять-таки, вот был вчера Международный день чая. И мы у себя, я расскажу вам завтра про работу в группе, то есть мы вот, можно было бы сделать во второй половине дня с детьми сенсорный праздник, да, заваривать разные виды чая, пробовать разные добавки, сравнивать цвет, варьировать сладость, наливать больше-меньше, то есть там можно было бы шикарно реализовать программу по математике в рамках всего этого, плюс вот сенсорика, плюс старшим детям рассказать традиции, истории чаепития, понимаете, то есть это вот возникает такое именно событие яркое, объемное, которое от сенсорики отталкивается, но к нему дальше может быть добавлен информационный компонент. Если это старшие дети, он всегда нужен для старших детей. Если это малыши, не надо, уже хорошо. Есть такие объемные праздники, как праздник хлеба, например, осенний. Это тоже, по сути, сенсорный мини-праздник. Поэтому вот обратите, пожалуйста, внимание на эту технологию. Это технология. Это выглядит, опять же, вот так просто, что, понимаете, вы скорее будете делать что-нибудь такое, вот так вот закрученное, заумное, где с трудом поймете, о чем идет речь. И там потом, если разобраться, то вопрос, был ли, что называется, мальчик, чем что-то вот такое очень простое. А нам в дошкольном возрасте вообще нужно стремиться к какой-то разумной простоте. Не примитивности, а вот ну, такой понятности. И опять же, все время мы помним, что важно, чтобы это, у детей были эмоции положительные по ходу всей этой истории. В данном случае они обеспечиваются, опять же, сенсорикой прежде всего. Но и тем, что нет вот этой череды однообразных будней, когда они ходят в детский сад фактически как в школу. Там расписание занятий. И мы с вами по этому расписанию как-то так вот не очень весело движемся. И, соответственно, они вместе с нами, потому что мы вот рабы этого расписания. Опять же, будем говорить с вами завтра, что, слава богу, как раз вот в вашем регионе у вас есть примеры людей, которые так не живут. Не ходят они, как электричка, по расписанию, по этим вот занятиям туда-сюда, а совершенно целостно осмысливают просто жизнь детей в детском саду и ну, разумно планируют, чем с ними интересным можно заняться. Вот обратите, пожалуйста, внимание, и вы можете просто для себя составлять свой календарь таких моментов, которые вам интересны, которые вам приятны. Допустим, в календарях очень много сейчас, там день рукоделия, например. Или там есть отдельно день вышивки, день вязания, там день какого-то пирога яблочного. Много моментов, из которых можно создать вот такой сенсорный мини-праздник одного дня. И родители тоже очень хорошо на это откликаются. Здесь я показываю, как во время такого праздника можно реализовывать программу по математике. В данном случае это классификация по цвету, форме, величине. Вы видите, что, опять-таки, это мини-праздник, его занятия проводит это
воспитатель в костюме, то есть это красиво, это нарядно, это интересно. Потом все эти фрукты, естественно, они съедят. Но и в то же время это занятие по математике. То есть я не говорю, что мы как бы, да, ничего не делаем, мы забываем вообще все свои цели, которые у нас стоят. Нет, но мы это просто делаем совершенно по-другому. Дети не воспринимают это как занятие. Вот что достаточно важно, на мой взгляд. Они это воспринимают как интересную жизнь. Все, сенсорике мы сегодня отдали, я считаю, положенную ей дань. Но параллельно мы поговорили с вами о динамике развития игровой деятельности и как бы позиции по отношению к изобразительной деятельности, что тоже важно. Следующая авторская технология, опять же, она проста как правда, и столь же она полезна. Это полочка красоты. Какое-то место. В японской культуре есть такая ниша, называется токоному. В эту токоному ставится икебана. Токонома – это место для любования. Пространство специально создаваемое, куда ставится что-то, чем человек будет любоваться. Есть ли у нас в жизни вообще время и настроение для того, чтобы чем-то любоваться? А оно очень нужно. Потому что для того, чтобы система оставалась здоровой, гармоничной, всегда должно быть чередование. Сгибание, разгибание, напряжение, расслабление. И деятельности, и созерцание. Дети способны созерцать, если их никто не будет дергать, тормошить, и тоже не будет им все время там три ведра полезной информации или какой-то речевой поток не будет, а вот просто остановиться и посмотреть. Вот у детей бывает это состояние, снег выпал, они выходят на улицу, просто останавливаются, посмотреть на небо, смотреть на цветы, посмотреть, ничего не делать и никуда не бежать. Что обычно делает взрослый, родитель? Понятно, что у него времени нет, он хватает ребенка за руку, его тащит, и все как бы дальше куда-то побежали, понеслись. Вот этот момент созерцания – это важная история, и я, например, буду говорить, наверное, если вспомню об этом, я очень любила с детьми всегда и предлагаю это делать, рисовать с натуры. Даже с самыми маленькими, поставив очень что-то простое, вот сосновую ветку. Как раз средний возраст, я вот сейчас вспомнила, мы с детьми рисовали. Очень интересно, потому что дети на самом деле, они передают особенности той конкретной ветки, которая стоит. У нее всегда есть какой-то свой неповторимый изгиб. То есть одно дело, вы говорите, нарисуй сосну, и в голове возникает какой-то такой обобщенный туманный образ, что это такое. А другое дело, когда нарисуй то, что ты видишь. И вот именно вот это рисование с натуры, того, что ты видишь, оно очень хорошо помогает развитию тех самых вожделенных навыков изобразительной деятельности, потому что ребенок соотносит то, что у него получается, со своим зрительным восприятием. Но тут не надо, опять же, не нужно учить, не нужно поправлять, не нужно улучшать, нужно просто создать ситуацию. В 3 года дети прекрасно рисуют с натуры овощи, которые имеют один ясный, простую форму, простой цвет. Зеленый огурец, красный помидор. Рисуем с натуры. 2 банана, 1 апельсин. Рисуем с натуры. Когда нужно воспроизвести именно, что одно длинное, другое круглое. Цвет абсолютно без, без сложности, ясно, какой он, его видно. Рисование с натуры очень полезная вещь. Очень интересная, очень полезная. И там тоже есть логика вот этого движения, усложнения. Мы, опять же, смотрите, логика, мы идем здесь за логикой развития изобразительной деятельности самих детей. Маленькие дети до 4 лет, что ребенок сам рисует? Он рисует, опять же, мы помним с вами, предмет. Он удерживает предмет. Значит, мы с ним рисуем тоже предметы. То есть это, я уже сказала, это в живописи изображение предмета, значит, это натюрморт.
Да? То есть это именно мы ставим для детей, они рисуют именно натюрморты. Натюрморт, который включает один или два предмета с однородным, понятным цветом, ясно видимой, хорошо понятной формой. Вот то, что мы рисуем с натуры с маленькими детьми. С детьми среднего возраста это могут быть более сложные предметы, и может появляться уже более какая-то сложная композиция, типа веточки в вазе. Да, то есть когда есть, это два уже предмета, то есть возникает у нас опять-таки картинка, возникла ситуация. Веточка в вазе, она не просто сама по себе веточка, она находится, то есть нужно соотнести веточку и вазу. Но при этом, опять же, сами по себе эта история, она достаточно простая. Ну и в старшем возрасте можно рисовать с натуры, собственно говоря. Самая сложная история – это, конечно, пейзаж. Можно рисовать с натуры также, например, портреты. Очень интересно. В качестве модели можете выступать вы сами. Желательно, чтобы вы можете какую-то яркую деталь себе добавить, чтобы, как-то это было, собирало образ, это было узнаваемо, там, платок, шарф, что-то, то есть можно разнообразить уже эти жанры. Если хочется рисовать пейзаж, вообще пейзаж очень сложная история, но если вы хотите рисовать пейзаж, то идите на улицу и рисуйте это, или смотрите в окно. Опять же, чтобы это было с натуры, не совершенно из головы. Но естественно, что параллельно дети всегда, когда хотят, рисуют то, что они хотят. То есть они рисуют, как это называлось раньше, по замыслу. И, собственно говоря, вот соединение рисования по замыслу в любое время, когда ребенок хочет, с возможностью выбора разнообразных материалов, и время от времени рисование с натуры, время от времени это может быть раз в 2 недели, даст вам, собственно говоря, очень хороший результат по качеству сформированности этой деятельности детей, как ни удивительно. Гораздо лучше, чем если вы будете гонять их по вот этим вот схемам рисования каких-то там отдельных персонажей. Так вот, полочка красоты. Полочка красоты – отличная идея, которая может быть во всех возрастных группах, там просто может меняться степень сложности этих объектов. Это объекты именно для созерцания, для того, чтобы вот спокойно с этой полочки взять, рассмотреть, посмотреть, поставить обратно. Сменяемость на полочке красоты – это раз в неделю приблизительно, как раз к понедельнику можно менять, это будет тоже такая провокация, это будет что-то интересное, чего дети будут ждать. Количество объектов, смотря сколько у вас их есть и какого они размера, я думаю, что в целом здесь понятно. Генеральный принцип: на полочке красоты, я вчера уже тоже это говорила, могут быть только подлинные предметы искусства. То есть если это промыслы, то это подлинные промыслы, в этих местах сделаны, это не поделка на тему. Если это репродукция картин, то это качественная репродукция картины. Понимаете? То есть не из журнала, да, а такая нормальная полиграфически выполненная репродукция. Конечно, в старшем возрасте история про созерцание красоты очень сильно будет дополнена у нас, да и в младшем сейчас уже, экранными возможностями. Но сейчас мы это не обсуждаем. Это, кстати, хорошая отдельная тема. Но полочка красоты, тем не менее, важна, даже при условии, что у вас есть шикарная плазма в группе. Почему? Потому что здесь вещь можно взять в руки, и опять же, да, сенсорика, потрогать материал, ощутить его легкость, его вес, его качество. Разнообразные там шкатулки, изделия из бересты. В общем, что я вам рассказываю, я думаю, что вряд ли есть проблема, чем эту полочку наполнять. И у каждого из нас дома есть очень много вещей, которые на недельку можно на эту полочку принести. Важно просто подумать об этом. И то же самое, конечно, всего этого очень много у родителей. И здесь, говоря о полочке красоты, как раз
мы самое время вспомнить нам про региональный компонент, да, то есть там, где вот резные изделия из кости, конечно, их должно быть гораздо больше, подробнее, разнообразнее, с историями об этом, чем, ну, скажем, в Москве. Хотя, естественно, в Москве мы тоже это показываем, если у кого-то найдется. Сейчас это дорого, это редкость. Раньше как бы было у всех. Но я изделия из кости буду показывать скорее в контексте разговора, ну, о каком-то крае, опять же, ну, связано с чем-то. Хотя не обязательно. Ну, вот вы видите, что здесь как раз разные материалы. Здесь береста, камень, дерево, текстиль, традиционная роспись. Понятно, да? Вот для полочки красоты региональный компонент нужно не забыть, скажем так. Не забыть. Опять же, вот на самом деле Татьяна Ивановна Гризик, ну, наверное, как-то вот она обратила внимание, и мне захотелось тоже это проакцентировать, эту историю, к вопросу про наблюдение. Да? Мы наблюдаем на полочке, и мы наблюдаем мир. Если, конечно, у вас за окном есть что наблюдать, здесь так нарисован, в общем, хороший вариант, когда там деревья, птички, у нас-то в Москве по-всякому бывает за окном, но, в принципе, ею был заложен этот принцип, и с точки зрения, ну, врачей, опять же, да, шторы максимум вверх 1/3, шторы не должны закрывать нам окно, ослаблять освещенность, это важно для здоровья. И дети должны иметь доступ к окну, возможность видеть, что там происходит, наблюдать. И вот по возможности, да, не пропускать какие-то ситуации, когда есть там что-то интересное, что понаблюдать. Здесь это вороны, например, я знаю, что, ну, опять-таки, смотря какие у вас там заборы, у нас дети очень любили понаблюдать, когда мусоровоз приезжает. Очень интересно, потому что там оно поднимается, опускается, вообще работа всякой техники тоже. И здесь же на этой иллюстрации в нашей книге по планированию, видите, перечеркнута птичка, тут смысл большой в это заложен. Мы отказались от содержания животных в группах по соображениям гигиены, аллергии и заботы о самих животных, потому что для них содержание в группе, ну, с таким количеством людей – это колоссальный стресс. Поэтому, если у вас есть возможность, вы обязательно хотите живых животных. У меня такой опыт был. Но это был, опять же, частный закрытый пансион, и мы сделали там живой уголок. Но у нас там дети были на пятидневке. Поэтому мы просто вечерами ходили, там сидели с этими черепахами, с этими морскими свинками, там птичек слушали и так далее. Но для этого нужно отдельное помещение, отдельный человек, который будет там убирать, содержать все это в порядке. Вот в гимназии 1306, где мы много лет работали, тоже у них, причем у них там настолько вообще, у них белки, детеныши вывозят, и про попугаев там и канарейки я уже не говорю, это такой процесс, и кроликов процесс непрерывный, но это отдельное помещение. Если есть энтузиасты этого дела, есть возможность, то не в группе, не в группе. Ну и вообще вопрос о содержании в клетках, он достаточно такой дискуссионный. Здесь на этой картинке как раз я просто ее тоже вам поместила, потому что она хорошо иллюстрирует динамику включения как раз педагога в игры детей, иллюстрирует это, мы оставим пока, это младший возраст, да, то есть именно вот эта фаза игрового действия, когда воспитатель совершает какое-то игровое действие, потом ребенок может это повторять, если вы, ну, то есть он тоже будет с удовольствием это делать. И вот вариант воспитатель действие совершает по отношению к ребенку, потом ребенок по отношению к воспитателю, и потом ребенок по отношению к игрушке. Это вот такая динамика. Следующая технология, следующий, не знаю, как прием методический, как хотите назовите, абсолютно универсальный для когнитивного развития, я назову это так. Это метод коллективной аппликации на заданную тему. Позволяет создавать наглядные пособия многоразового использования. Они могут храниться в детском саду, их могут брать другие группы.
их можно использовать в принципе многократно, потому что после того, как вы провели базовое занятие, всегда можно провести по этому пособию занятия по развитию речи, по развитию внимания, по развитию памяти. Поэтому бесплатная, но очень многофункциональная, качественная, если вы подумаете о материалах, штука, очень полезная и нужная. Метод используется коллективной аппликацией. Здесь на этом слайде подробно расписано, что нужно соблюдать в процессе этой работы. Да? Нужно подобрать качественный материал, свободная двигательная политика, то есть дети могут, никто их не сажает за столы, они могут там ходить и двигаться, как они хотят. Они свободно участвуют в занятии, они сами выбирают, что они будут наклеивать, куда и как, то есть это их решение. Они сами решают, сколько они будут участвовать в этом занятии. Они наклеят одну картинку или 10. Или он наклеит одну, идет, поиграет, потом вернется, наклеит еще одну. Понимаете? И педагог разговаривает индивидуально с детьми в течение там 1-2 минутки. Что ты выбрал, куда ты хочешь наклеить, почему тебе это понравилось. Очень короткие такие диалоги, не регулирующие, не управляющие, а именно вот такие коммуникативные, проясняющие. Здесь описано, что можно там спустя неделю делать и так далее. У вас это будет, вы посмотрите, это есть в пособиях. Я не думаю, что это нужно прям совсем дожевывать. Я просто хочу, чтобы вы зафиксировали это как один из, на самом деле, ключевых методов работы по формированию фундаментальнейших представлений, базовых представлений детей. Вот, понимаете, не кружок из картона один показать, или там два вида кружков, 3 кружка, а создать вот такое вот наглядное пособие, которое будет перед их глазами, которое будет фиксировать разнообразие и изменчивость формы круга в окружающем мире и в геометрии. Вот следующие несколько слайдов – это примеры таких работ исследований именно круглой формы. Собственно, здесь круги разного цвета, а также то, что эту форму имеет там. Часы, колеса и так далее. Теперь смотрите, вот вы сейчас как раз увидите, что понимание того, что написано в книжке, очень сильно отличается у разных людей. Вот один детский сад, да, во всех случаях материал подбирает педагог. Это не дети его принесли. Вы можете попросить родителей вам помочь. И вот это, кстати, очень адекватная такая тема для обращения к родителям, если вы им пишете там, на доске, да, вашей, или, не знаю, в чате сейчас пишете, что у нас будет вот такая, мы изучаем тему круг, мы будем делать такую коллективную аппликацию. Если вам не сложно, если у вас будет время, будем рады, если вы принесете нам изображение различных предметов круглой формы. В общем, в принципе, я думаю, что, по крайней мере, часть откликнется, вам это принесут. Тоже не надо все валить на себя и тащить это, и вздыхать, что мне тяжело. Есть ситуации, когда очень легко каждый приносит по одной картинке, у вас уже там 20-30 картинок есть. Да, то есть, и это совершенно не такое, не сложное, не напряженное, и даже, не, можно сказать, увлекательная история, потому что открыл любой там журнал, который дома есть, модный, не знаю, там интерьерный, всегда там что-нибудь кругленькое да найдется. Выбрали, принесли. Вот смотрите, вот так увидел педагог этой группы, я опять этой стрелочкой вожу, как будто вы видите, показываю, ну, собственно, на обеих этих картинках, да, тут очень они такие разнообразные. Вот следующая форма треугольник. А вот так увидел другой педагог. Тоже неплохо, потому что здесь, по крайней мере, использовалась разная фактура, очень разного размера треугольники. Здесь, по-моему, использовалась и ткань тоже. И хотя бы не все из одного набора цветной бумаги. Но разница по качеству, да, объемности представления, которое будет сформировано у детей, я думаю, что вы видите, насколько
более обобщенным, объемным является представление, представленное на вот этих работах, по сравнению с вот таким вариантом. Вот тоже, смотрите, два коллажа на тему четырехугольники. Да, один, ну, это здесь классический набор цветной бумаги, никуда не ходили, тут ровно мы в нем находимся. И при этом человек услышал, что четырехугольники должны быть очень разные. Здесь есть и ромбы, и всякие там трапеции. То есть разнообразие четырехугольников очень даже хорошее. Интересно, что кто-то из детей, видите, наклеивал просто так четырехугольники, а кто-то собирал из них прям фигурки. То есть здесь вот есть два человечка, и кто-то из детей именно вот так вот к этому подошел. Но сравним теперь с работой справа. Да, когда там тоже фигуры все есть разные, но есть еще и различные примеры того, где мы эти четырехугольники можем увидеть. Там сумки, окна и так далее. Да? Получаются разные, то есть это уже определяется педагогом, его картиной мира, широтой его кругозора, особенностями его воображения. Вот это три, ну вы понимаете, что эти три работы, три коллажа, они сделаны были в одной группе. Классический набор цветной бумаги. Вот мы видим, как оно все, да, выглядит, когда мы пользуемся только этим. А здесь человек очень хорошо услышал. Вот интересно, что опять же, все держат в руках одну и ту же книжку. При этом каждый, внимание каждого из нас выделяет что-то свое. Здесь человек очень хорошо услышал идею наложение фигур друг на друга. Я об этом писала, что здорово, если на вот этих коллажах аппликация фигуры будут как-то пересекаться. То есть можно будет посмотреть, особенно вот на кругах, да, что более маленький круг, он как бы помещается в более большой. Получаются зрительно такие интересные эффекты, глазки. То есть здесь, вот почему мне это было нужно и важно? Потому что этот эффект очень часто используется в декоративно-прикладном искусстве. Это тоже дает, расширяет зрительное восприятие детей именно в эстетической области. И то же самое вот здесь треугольники. Потом сама по себе идея подобия фигуры возникает. Подобие – это отношение, когда одинаковая форма, но разный размер, да, как матрешки, например. Это отношение подобия. И здесь вот возникает база именно на уровне восприятия для понимания таких вещей. То есть эти работы, они дидактически тоже очень интересны. Они, ну как бы у них другой акцент, который человек, вот это восприятие конкретного человека. То есть, да, даже по одной и той же методичке разные педагоги действуют по-разному. Ну и здесь я вам привожу пример, что, скажем, создание вот таких вот коллажей на тему цвета – это очень распространенная художественная история для совершенно взрослых художников, фотографов. Два примера. Вот одна такая инсталляция художественная с объемными объектами. Это коллаж из фотографий. Вообще, ну, как бы очень популярная сейчас тема. А здесь вот уже работы, тоже здесь есть детская работа и есть коллажи фотографов профессиональных именно на тему вот красного цвета. Да? То есть все зависит от того, какого качества вы наберете иллюстрации. А вот смотрите, коллажи синий. Теперь вот сравниваем. Да? Темновато фотографии, но давайте вот посмотрим. Какое количество оттенков желтого мы видим на этой фотографии? Какое количество оттенков желтого на коллаже? Какое количество оттенков красного есть на вот этих работах? И вот перед нами две работы, когда картинки брали откуда-то примерно из одного источника, и фактически вот вариаций цвета здесь очень немного. То есть, ну как бы она... И еще один момент. Все эти изображения одного порядка, они все рисованные. Здесь нет фотографий реальных предметов. И вот это, на мой взгляд, минус, хотя, в принципе, все хорошо, все здорово и молодцы. Но когда мы
рисунки соединяем именно, опять же, что нам дает фотография реальных предметов? Она связывает вот это вот зрительное представление с опытом восприятия ребенка. Он как бы синтезирует, формирует более общую концепцию того, что такое красное, когда он видит различные не только рисунки, но и различные предметы, которые его окружают. А когда он видит только рисунки, то, ну да, бывают бумага синего цвета, скажем так. Это основная идея, которую из этого можно вынести. То есть, опять-таки, вот качество того материала, который подобрал педагог, определяет качество работы, результат и степень когнитивной сложности, обобщенности того, что в итоге получается. Этот же прием коллективной аппликации мы используем для того, чтобы формировать операцию классификации в младшем возрасте, в среднем возрасте. Вот смотрите, это коллективная аппликация, опять же. То есть всегда у нас работает вся группа детей над одной работой. Это на самом деле тоже такая технология, такой прием, который вы можете найти в изобразительной деятельности. Там немножко по-другому. Дети делают, они редко работают на одном листе, но, допустим, вот у меня сейчас есть примеры, когда коллеги очень хорошо это используют. Это для среднего возраста предлагается такая технология. Допустим, все дети рисовали снеговиков или все дети рисовали елки. А потом мы собираем все эти елки на общее полотно. Можно их просто, я в свое время просто складывала рисунки, ну как бы оборотной стороной наверх, и просто скотчем их склеивала в единое полотно. Вот такое единое полотно всегда выглядит гораздо интереснее и богаче, чем развес отдельных рисунков. И у вас сразу получается лес. То есть у ребенка ощущение, у каждого, что он рисовал лес. И зрительно, вот для там, ну, родителей, в принципе, эта работа выглядит интереснее. Вы сделали лес, потом дальше, допустим, рисовали снеговиков. Этих снеговиков можно расположить в этом лесу. Я завтра в презентацию поставлю вам слайды с примерами того, как это выглядит, потому что это очень такой, это очень живой, хороший прием, который, ну, вот, позволяет представлять работу очень выгодно и интересно. В данном случае как раз вот эти все математические истории, логические, дети изначально работают на одном пространстве, то есть они наклеивают на один лист. Классификация «Дикие домашние животные». Они получают поле, на котором нарисован домик и нарисован лес. И дальше картинки с животными, которых они распределяют, где дикие, где домашние. Также можно взять в среднем возрасте карту мира, расклеить, кто где живет, кто на севере, кто на юге, например. Тоже отличная, прекрасная идея. Нет, тут еще одна должна быть. Это то же самое классификация, коллективная работа, виды транспорта. Наземный, воздушный, водный транспорт. В этой же самой технике коллективной аппликации. Я надеюсь, что понятно. Это, собственно говоря, вот те ключевые технологии, которые возникают ранний возраст, младший возраст. Мы с вами движемся в среднюю группу. В средней группе я уже сказала, что основное, что там появляется способность целостно видеть картинку. И ребенок выходит за пределы непосредственного восприятия в плане пространства. Ему становится интересно, что там за окном, что там за забором, что там на другой улице, что там в другом городе. То есть время не появилось еще, но появилось пространство. И, соответственно, мы можем начинать рассказывать о странах, континентах, животных разных стран, там кто где живет, чего ест и так далее. Это вот такая вот фундаментальная история в плане познавательной деятельности. Значит, мы выходим за границы непосредственно воспринимаемого. В этом возрасте уже желательно, чтобы у вас в группе появилась карта мира, физическая карта мира и политическая, может быть. Но для начала физическая, может быть детская, где нарисованы какие-то там животные. И на эту карту дальше по ходу ваших разговоров вы можете наклеивать опять же картинки.
Поговорили про жирафа, наклеили, где он встречается примерно. Ну, не у нас явно, да. Нашли на этой карте, где мы находимся. То есть, ну, вы нашли, где вы находитесь, мы нашли, где мы находимся. То есть, свое местоположение, что у нас там вокруг. Это в плане познания. В плане социально-коммуникативного развития в среднем возрасте есть такой очень важный момент. Это возраст, когда формируются эталонные представления о добре и зле. И поэтому очень важно читать детям волшебные сказки. Волшебные сказки, в которых есть хорошие, плохие, добро побеждает зло. То есть прежде чем углубляться в 50 оттенков серого, для начала должно возникнуть ясное черное и ясное белое. 50 оттенков серого в том смысле, что вот эти нюансы, переходы и всякие сложные, диалектичные с моральной точки зрения истории – это прерогатива подросткового возраста. Они не нужны дошкольнику. Дошкольнику у него должно быть ощущение и видение ясных вот этих крайних точек, что все-таки есть хорошее, есть плохое, есть доброе, есть злое. И сказки именно прекрасно справляются с этой задачей. И сам по себе сказочный прием, вот этот прием одушевления, это та ключевая история, на которой мы работаем именно в средней группе. Не раньше и не позже. Именно сейчас. Основы экологического мировосприятия. Что лежит в основе? Это ощущение, понимание того, что все окружающий нас мир, окружающая нас природа, она не просто живая, потому что понятие живое и мертвое – это сложная очень такая история. Но вот в сказках вся природа, она тоже имеет отношение к человеку, у нее есть своя позиция. И яблоньки, тучки, муравьи, пчелки, змейки, они одним героям помогают, а другим не помогают. Они и делают это в ответ на изначальное доброе, заботливое, помогающее отношение со стороны этого героя-персонажа. Вот это очень важный момент. И персонаж общается с природой, как с живым существом, не просто живым, а мыслящим и чувствующим существом. Вот если через, наверное, эту фазу не пройти, то, честно говоря, я плохо себе представляю, каким образом можно вообще формировать экологическое мировосприятие у человека, если у него не будет где-то в фундаменте вот этого сердечного отклика, восприятия различных других живых существ как подобных себе. Это очень тонкий вообще психологический механизм, сложный, но человек склонен для того, чтобы вообще ему с чем-то эффективно взаимодействовать, ему нужно воспринимать, почувствовать, понять это как что-то живое. Вы никогда не наблюдали, как вот мужчины с хорошим наглядно действенным интеллектом, они же разговаривают. Слесарь разговаривает с раковиной, которую он ремонтирует. Мужчина, который занимается своим автомобилем, разговаривает с двигателем. Ну, вообще владельцы автомобилей. Разве вы не говорите своим машинам: «Здравствуй, доброе утро, как ты себя чувствуешь»? Разве мы не описываем их в терминах «что-то ей не нравится», «что-то там она себя плохо чувствует», «что-то она не в настроении»? У меня, например, совершенно четкое ощущение каждый раз, когда я вымыла машину, у меня ощущение, что она резвее едет. Ну, честное слово, вот еще бензин еще не залила. На том же бензине, но вот после того, как ее помыли, вот прям ощущение, что у нее хорошее настроение, она прям с удовольствием легко едет. И да, конечно, как правило, у автомобилей есть имена, они у кого-то мальчики, у кого-то девочки, то есть у них есть... Очень интересно, я делала
техосмотр зимний, и мастер, которым я много лет, мы дружим, мы общаемся, он смотрит так на машину и говорит, вот интересно, он говорит, автомобили, у них, в принципе, вот у каждого есть какой-то свой характер. Наверное, говорит, мне кажется, от владельцев передается. Вот какие-то машины, у них все откручивается, закручивается, все подходит, легко ремонтируется. А есть вот за что-то не возьмешься, обязательно там болт сломается, что-то заедает, что-то куда-то не влезает. То есть вот я говорю, слушай, Саш, ну вообще стоит передо мной совершенно такой, да, лишенный какого-то, ну, такого детского романтизма мужик. Я говорю, Саш, ну ты серьезно это говоришь? Ну как это? Он говорит, серьезно. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Ну правда, вот что-то почему-то, но вот есть машины, которые это просто вот, ну одна большая беда, а не машина. Что ты не берешься, все идет не так. А есть совершенно вот такие вот. Ну и, скажем, да, он не удивляется, что у меня эта девочка умненькая. И главное, он смотрит на нее, я говорю, что да, это вот, она у меня очень умненькая. Он говорит, да, совершенно верно, она у тебя именно такая прекрасная. И на самом деле практически все мастера, которые с моей машиной имели дело, они все с ней тоже общались очень ласково. То есть я начинала с того, что, вы знаете, вот с ней нужно аккуратно, с ней нужно ласково, с ней нужно... Я говорю, да-да-да. И никто не говорил, что ты вообще в своем уме. Я говорю, да-да-да, мы поняли. Да, действительно, да. Она очень такая хорошая, это именно вот. И к ней очень часто чувствуют симпатию. Я это все к чему? К тому, что вот это какие-то механизмы, я не встречалась, надо поискать вот этот механизм одушевления, он делает эффективным взаимодействие человека с тем, с чем он взаимодействует, понимаете? Поэтому этот механизм, его нужно в этом возрасте как бы промять, я бы так сказала. Поэтому это именно вот в средней группе, потому что старший возраст, там включается, старший очень серьезный возраст, там вовсю включается уже критическое мышление, анализ, синтез, там появляется вот это кино, временная перспектива, то есть возможность именно анализа. Средний, он абсолютно особенный, абсолютно. Это волшебный возраст, гармоничный. Вот если младшие, они сложные, у них кризис 3 лет, они выпендриваются что-то, они какие-то такие. С ними непросто бывает. Среди них бывают дети, с которыми прям очень непросто. Но и в принципе с ними непросто, они непростые. Им главное не пытаться на них давить, не пытаться ими управлять бесконечно. Им важно очень деликатно с ними, аккуратно, давая им возможность максимальную свободу. Все, что не угрожает жизни и здоровью, все это можно. Понимаете? А наша задача как бы помогать реализовать то, что ребенок хочет. Но это напряженное состояние. Средний возраст великолепен. Они уже научились говорить, их можно понять, их можно спросить, они хорошо слушают вас. У вас установлены отношения, это прекрасный, гармоничный, чудесный, волшебный, замечательный совершенно возраст. С ними очень здорово и приятно. Самое главное в этом возрасте – не торопиться вперед, не загружать их мозг чем-то вот пока преждевременным, то, что нам кажется, там, я не знаю, каким-то умным сильно, а пожить вот в этой атмосфере теплой, сердечной, одушевленности мира, в котором мы живем. И это происходит через волшебную сказку. И вот эта атмосфера волшебной сказки – это то, что должно окутать всю жизнь в этой группе. Вот вы видите, у нас сейчас с вами стоит слайд про математику. Здесь пока еще нет сказки, она уже на пороге, она сейчас войдет сюда. Потому что, давайте я этот слайд вернусь потом к нему. Не получится у меня, ладно. Ну, просто там много буду мотать. Мы дойдем до этой истории, потому что у нас в математике у меня числа первого десятка появляются как персонажи. Я предлагаю делать математический театр, я предлагаю рассказывать о числах истории. Не сказки, то есть не выдумки,
а истории, в которых эти персонажи, им нравится что-то в окружающем мире, где число является существенным признаком явления. Я, естественно, держу себя сейчас за руки, за язык, чтобы не начать курс по математике. Это я к вашим услугам, если кто-то из вас захочет, с удовольствием буду рассказывать много подробно. Сейчас я просто хочу зафиксировать ваше внимание. Прием одушевления того, о чем мы говорим, является ключом в среднем возрасте. То же самое вы будете делать, когда вы будете говорить о явлениях природы, о деревьях, о траве, о цветах. И вот как ни странно, но то же самое мы будем делать даже на математике. Мы будем одушевлять, мы будем превращать числа в персонажей. Так поступают в вальдорфской педагогике. Но они вообще считают, что дошкольникам это все сильно преждевременно. Я тут никому не важно, разделяю я это или нет, просто мы не можем пойти по этому пути, но мы можем, тем не менее, учитывать специфику дошкольного возраста. И опять-таки, когда мы это превратили в персонаж, дальше мы максимально всю эту историю насытили чем? Раз, два, три, правильно. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Мы это все насытили восхитительной сенсорикой. Вот что самое-то главное, понимаете? Чтобы все разговоры про число были наполнены восхитительной сенсорикой, чтобы это было вкусно, чтобы это было интересно, чтобы это было приятно, чтобы это было здорово. И, соответственно, вот, да, вся сама по себе сказочность этой истории. Это, значит, первый момент одушевления, как ключ. Соответственно, числовой фриз, о котором здесь идет речь, это упорядоченная по возрастанию последовательность отдельных тематических коллажей про каждое число. То есть вот если в младшем возрасте мы делали эти коллажи на тему форма, цвет и классификация, здесь добавляются числа. Мы после разговора о числах мы делаем, мы их рисуем, лепим, клеим и дальше собираем это опять на одно полотно. У нас получается снова наглядное пособие, и они выстраиваются просто друг за другом. 1, 2, 3, 4, 5. Ровно та же логика знакомства детей с буквами. То есть и числа, и буквы – это знаковые история про знаковые системы, и здесь совершенно ровно тот же самый подход. Поэтому мы в среднем возрасте совершенно спокойно можно начинать детей знакомить с буквами, никуда к чтению мы не бежим, пока ничем себе голову не заморачиваем, даже если вы потом вообще ничего не будете про эти буквы делать, и вы имеете полное право. Но познакомить с ними, показать их, полепить, там, вырезать и поукрашать можно совершенно запросто. Кстати, прекрасно сейчас в качестве украшений на елку тоже можно делать цифры и буквы из картона, из фетра, там, из чего хотите, и украшать ими елку. Дети делают с не меньшим удовольствием, чем зайчиков, там, птичек, козочек. Может быть, не все, кому-то нравится, кому-то меньше нравится, но это отличная история, в любом случае очень полезная. И с эстетической точки зрения, кстати говоря, тоже, потому что современная эстетика, она предполагает очень большое богатство разнообразия шрифтов и вообще работы с эстетическим видом знаков, которыми мы пользуемся. Вот вторая история, второй принцип, который важен, это принцип эстетической подачи знака, касается цифр и букв. То есть все, что мы с детьми делаем, мы стремимся сделать сенсорно разнообразным и максимально красивым. Что мы для этого делаем? Мы даем разнообразные материалы. Мы подключаем не только вот из цветной бумаги, вот этой вот стандартной, мы добавляем сюда кружево, нитки, ткани, веревочки, бусы, пайетки, бисер, ракушки и предоставляем вот этот разнообразный материал. Ну, следующие несколько слайдов покажут вам, собственно говоря, как
Да, вот это у нас в программе знакомства с числами в пределах 5 уже в младшей группе стоит. Не буду сейчас обсуждать возрастные вот эти вот границы, как они сдвигаются, но они сдвигаются. Это работа детей младшего возраста. Вот они знакомились с цифрой, да, то есть они раскрасили цифру вырезанную, ну вот они делали тут аппликации. 1, 2, наполняли, вырезали формы и наполняли их тут всякой шерстью, нитками, ватой, обрывками салфеток и так далее. Нет, это вообще не то, чего я хочу. Ох, я опять в конец. Это вот у меня такая классическая, конечно, история. Попасть не в ту стрелку. Сейчас. Здесь примеры того, да, ну вот опять-таки можно из чего угодно цифры выкладывать, из самых разных материалов. Угу. Вот опять же вы видите, да, здесь часть фотографии это то, что, ну как бы такие дизайнерские картинки, то, что из пластилина, это работа детей, из гречки, из шишек, но из пуговиц можно вот все это, то есть, и опять же, не нужно никуда торопиться, если вы один раз выложили из пуговиц, завтра можно выложить из шишек. То есть вот самое главное, вот это ощущение, чтобы не было, что мы куда-то спешим, что мы хотим как можно быстрее пройти это. Вот в дошкольном возрасте не надо ничего проходить. Надо возле каждого остановиться с чувством, с толком, с расстановкой, знаете, раскинуть пледик, посидеть, чайку попить и пойти дальше. Вот такая модель. Не пройти, вот остановились, да, посмотрите, дети это там и пошли дальше, а именно расположиться около этого. Получить от этого удовольствие, ощупать, облизать, попробовать, да, и потом двигаться дальше. Поэтому у нас возникает, завтра будем с вами говорить об этом, в математике уже возникает, собственно говоря, по каждому числу, это не одно занятие, это цикл занятий, есть своя логика движения от познавательного, опять же, к эстетическому, к знаку и к продуктивной деятельности, но по числам может проходить 5, 6, 7, 8, 10 занятий про одно число. Отнюдь не одно. И мы потихонечку отучаемся мыслить вот этими одиночными, одинарными занятиями, так когда мы... И вот эта идея, что у нас есть задача что-то пройти, у нас есть задача, наоборот, на этом остановиться и позаниматься этим подробно и много. А вот такие тоже, видите, это групповые коллажи. Про, там, значит, ну вы видите, там про двойки, про единички. Вот примеры одушевленных, нарисованы одушевленные цифры, цифры персонажей. И как раз мы говорим о том, что и в лепке, в аппликации очень здорово, если дети тоже будут эти цифры, они их будут одушевлять для себя, и дети иногда они рисуют дальше семью, там девяток, семью пятерок, и там есть дети, взрослые, у них есть прически, у них есть глазки. Все, включилось воображение, история пошла. Они сами это придумывают, им ничего не надо показывать, у них это возникает. Как бы, вот если чуть-чуть как-то это подтолкнуть, спровоцировать, например, вот посмотрев на такие цифры, они дальше начинают это лепить и рисовать, и в аппликации делать сами. Ну, вот здесь примеры, опять-таки, того, как дети работают с контурами цифр, заполняют. То есть очень, очень большое количество, очень разнообразная история. И вот как раз я уже сказала, что цифры – это персонажи, и у меня есть предложение рассказывать детям эту историю, сделав математический театр в коробке, большая коробка, или там, ну, раньше мы использовали старый корпус от телевизора, просто большая коробка, или вот такая раскладушка, и можно это инсценировать. Ну, если очень сильно лень, можно без коробки, но, в общем, суть в том, что идея вот такая.
на каком-то семинаре, да, я просто помню, что здесь еще вот покрупнее, да, показаны. То есть здесь вот это тоже в 13.06 они не стали делать прям такие персонажи, они их просто вырезали из картона, нарисовали. Вот эту куколку они где-то нашли, сделали из нее двойку, единицу они взяли из пособия. В пособии у нас были примеры художницы прекрасно Людмилы Фирсановой нарисованы. В принципе, они у меня есть. Если у вас они, я думаю, ну, наверное, тоже есть. Если нет, я могу их вам прислать. В общем, ну, как бы. И вы знаете, я была совершенно как-то поражена. Я читала лекцию, уже я не помню даже где. Но ко мне в конце подошла вот эта пара. Это муж и жена, они художники, это родители. Они родители сделали для своего ребенка, детей, у них, по-моему, там их 3 было, сделали вот такой вот замечательный как раз театр для... Им очень понравилась идея математического театра в коробке. Вот посмотрите, какие у них восхитительные персонажи получились. Они очень четко делали по тем рекомендациям, которые в пособии моем по математике есть. То есть они выдержали, что здесь это металл и треугольники все, да, 7 это вот она связана с радугой, музыкой. Вот такая у них красивая 8 со снежинками. Такая 4, смотрите, какая там 4 времени года. Они очень шикарная совершенно единица. Такой прям действительно патриарх. Вот, видите, такие. То есть они прям сделали по тому, как в книге описано, очень красивые и замечательные. Ну и уже, правда, в старшем возрасте я предлагаю уже там сценарии, постановки спектаклей «Алиса в стране математики». Это именно такое образовательное итоговое мероприятие. И вот в детских садах есть, я знаю, что мы ставили в свое время в саду Татьяна Александровна Данилина с Ларисой Ивановной Царенко, она ставила это. И иногда люди делают, ставят, им нравится, видите, дети в костюмах, они цветные, у них там такие вот свои цифры. В общем, на самом деле дети с удовольствием в это играют, им очень нравится. Вопрос только, чтобы взрослые включились в игру и чтобы, ну, как-то почувствовали, что это возможно. Сейчас по материалам всего того, что мы с вами обсудили, я хочу показать вам видео. Вот, ну, если я его запущу, то вы, соответственно, наверное, его увидите. Я не очень представляю себе, будете ли вы при этом слышать меня. Давайте сейчас попробуем. Я единственное, что сделаю, я хочу убрать свой звук максимально, чтобы он у вас не задваивался. Давайте попробуем. Хорошо ли вы слышите звук? Все ли нормально? Конечно, качество видео будет ужасное, потому что это снимали еще там камерами ручными. То есть это такая история. Вот это как раз технология коллективной аппликации. Как это организовано? Это конец 2-й младшей группы дети. Вы видите, что все за чудесный парень, который очень хотел сниматься. Вы видите, что все за одним общим столом, никто на стуле не сидит. Все там выбирают себе, кто чего хочет. Девчонки вот смотрят, они пока не клеят, они пока присматриваются, их никто... Руководство здесь можно поменьше со стороны педагога, не обязательно говорить, кто куда там, что.
В серединку клеить тигра или не в серединку. Не обязательно. Вот вы видите, они сами находят, сами выбирают себе круг, который они хотят наклеить. Показывать, куда не нужно. Они сами, да, и предлагать, что они тоже выбирают сами. Вот, девчонки подключились, начали клеить. Вот, вы видите, подошли дети, которые... Там кто-то уходил играть, потом возвращался. Еще приклеивал. Ну, это, конечно, я с камерой немножко их тоже отвлекаю, увлекаю. Активность речевая свободная. Вы видите, что да, все говорят, кто чего хочет, когда хочет. Кто-то на коленках стоит, кто-то на стуле стоит на коленках, кто-то прямо. То есть, опять же, свободная вот эта двигательная история. Кто-то пошел играть. А кто-то продолжает. На самом деле вот это занятие от начала до конца длилось 40 минут. То есть вот они включались, отходили, подходили, переключались. Круги хорошие, разнообразные. Видите, там есть из фольги, и из журналов всяких, там с тигром. Маленькие, большие, то есть вся история такая. Все здорово. Вот почему ей хочется наклеить вот куда-то вот так, что она туда аж не дотягивается. Ведь это же интересно, согласитесь. И она с наложением наклеила. Вот тоже интересно. Вот как ребенок выбирает, почему там? Вот она так увидела. Она для того, чтобы, когда ты выбираешь, да, куда наклеить, нужно увидеть эту картинку в целом. То есть, опять же, это очень хорошо развивает восприятие. Вот ей прям хочется туда. И видите, опять та же девочка, ей опять нравится с наложением наклеивать. Ей это интересно. Кто-то приклеивает поближе к себе. Эти вот опять созерцают. Вот. Причем, представляете, он помнит, какие он наклеил. Действительно, каждый из детей помнит, какие кружки он наклеил. Наш герой. Собственно говоря, вот это и есть ключевая такая форма организации, истории всего, что касается коллективных аппликаций. У нас их много, поэтому вот просто, да, смотрите, основная часть детей закончили работу, они уже ушли играть. А есть те, кто все равно, их никто тут не держит, как вы понимаете. Вот она еще доклеивает, кто-то еще смотрит, кто-то еще даже порез, кто-то вот что-то обсуждает, говорит. Понимаете, совершенно вот нет этой истории, начали занятия, закончили занятия. Вот их двое осталось нормально. Как бы те, кто... Ресторан работает до последнего посетителя. Вот ей еще хочется наклеить. Она до этого долго смотрела, теперь вот ей хочется.
Она уже одна практически осталась. Вторая смотрит, не клеит. Но и смотреть ей все равно интересно, все равно не уходит. Понимаете, какая штука? Вот интересно, согласитесь. Что их привлекает? Почему им это? Но их это привлекает. Настроение хорошее. Тоже приятно. Вот их в итоге работа. Вот это у них математический уголок. Там книги по математике, видите. Всякие такие. И вот они эту работу повесили. Видите, она получилась такая красивая. Красивая, яркая, интересная. Можно всякое разное по ней делать. Теперь вот работы в других детских садах. Это детский сад в Дальнегорске. На стенах у них висят эти вот. Это уже пошел числовой фриз по разным, вот видите, числам. Очень красивые картинки подобрали. Смотрите, какие красивые, интересные здесь вот человеческие композиции. Молодцы, очень здорово. А нет, это, наверное, тоже у Татьяны Александровны в детском саду, извините. Это Московский детский сад у Татьяны Александровны Даниловны. Да. Да, вот у них, да, в стене. Это вот математический театр тоже в детском саду. Семерка. Сейчас мы посмотрим, там фрагментик будет занятий именно с театром. Да, вот театр, сделанный в корпусе как раз телевизора старого. Вот куклы-персонажи, тоже сделанные по нашим как бы описаниям. Это делала художница, которая иллюстрировала само пособие. Вот видите, то есть сама Людмила Петровна Фирсанова, она делала для меня эти куклы из ткани. Это все ткань, там бусики настоящие, фольга. Вот. Понимаете, когда это сделано, ну, как качественно, с чувством, то, соответственно, опять же, с этим интересно играть. Ну и сам принцип, да, это куколка, которая на палочке, вот, сами фигурки сделаны из пенопласта. Их можно делать из плотного крафтового картона толстого тоже. Но вот тут, вот видите, я еще раз говорю, использованы прямо ткани, тесьма, мех, вот борода, фольга, корона. То есть они очень такие вкусные. Это буквенный фриз, как раз вот это уже, по-моему, Дальнегорск. Поезд букв. Вы видите также вот про каждую букву, коллективная работа, и, соответственно, вот они потом... У них только это не поезд, они делали, а домики, буквенные домики. Я практически не слышу там то, что говорит методист. Это методист. На краю земли вообще. У океана. Вот видите, такие красивые, интересные разные буквы, разные формы. Вот, это домики для листовичков. У нас есть такая история тоже вот с одушевлением в познавательном развитии. Домики листовичков. Это кукольные домики, жизнь для куколки. Это в конструировании у нас есть такая история. Да, Дальнегорск, это вот конец 90-х, я там была. Поэтому качество видео такое.
Это персонажи математического театра. У них они из картона, очень темно. Ну, то есть они их делали плоские из картона, ну вот с такими тоже элементами. Вот они, здесь их видно. Раскрашивали. Тоже красивые, симпатичные. Да, вот это их числовой фриз. Я сейчас сообразила, что я же могу наушник. Три поросенка там у них такие интересные. Она уже рассказала, наверное, да, что вот на число 1, когда мальчик принес очень забавные тут девятки, такие уже тоже, вот видите, с глазками. Вот, видите, это дети рисовали вообще потрясающее название. Хорошая жизнь для буквы, красивая жизнь для буквы. Отлично. Я вот, кстати, забыла эту историю шикарную. Красивая жизнь. Это надо куда-нибудь способен. Красивая жизнь для буквы. Смотрите. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорили. Видите, я уже текст этот уже не помню. Да, есть у нас такое. То, что я называю чтение по-деревенски. Ну, вот видите, это они к старшей группе, у них уже просто имена написаны, без всяких картинок, то есть они... Ну да, потому что уже дети начали читать, это очень разумно на самом деле.
Это другая группа. Здесь у них, видите, в каждой группе у них свои персонажи. Они их не передают. Вот они другие. Тут дракон очаровательный совершенно. Просто, конечно, прелесть. Поскромнее, ну, такие. Вот это как раз классификация дикие домашние животные. Тоже видите? Угу. Вот здесь вы видите классификацию по цвету, и справа там гора самоцветов, насколько мне кажется. Транспорт водный, воздушный, наземный, классификация тоже. Дикие домашние животные еще. Прекрасный. Вот они использовали, тоже у меня такой был вариант, когда классификация по цвету – это украшение платьев для принцесс. Красные, основные цвета – красный, синий, желтый. Тоже красиво, здорово на самом деле у них получилось. Я уже потом это... Вот, гора самоцветов. Я не могла найти фотографию подходящую. Пожалуйста, посмотрите внимательно сейчас. Сделано абсолютно идеально по методике Татьяны Николаевны. Вот такой она должна быть. А я, кстати, слайд этот пропустила в начале. Он у меня пролистнулся, он там есть. Гора самоцветов. Это еще одна технология на вот ранний младший возраст. Смотрите, там и пуговки, и фольга, и все на свете. Да, это самостоятельная задеятельность. И тут вот как раз Гризаль, вот эти картины тоновые, как Татьяна Николаевна предлагала, рисовать одной краской, рисование одной краской. У нас есть это в методике, и действительно очень, ну, мило и здорово. А это вот уже, да, там тоже по методике сделаны всякие штуки. Это старший возраст, старшая группа. Очень много игр, и многие игры сделаны своими руками, они сами. Вот снова гора самоцветов. Вот, пожалуйста, посмотрите внимательно на нее, потому что я говорю, я не могла найти. Видите, здесь какие-то колечки, какая-то ерунда вообще, ну, мусор всякий разного цвета, но как здорово. И очень правильно у них очень правильно это организовано. Вертикально и, ну, как идут цвета по радуге с переходом. Вот эту всю ерунду дети, вы знаете, сами приносят из дома и просто наклеивают на каждую вот эту полосу. Красивая такая хорошая, интересная история. Получается как раз вот очень много оттенков цвета здесь. Классификация – это старший возраст тоже, уже то, как у Татьяны Ивановны, это в пособии по-другому немножко. Табличный вариант. По ее методике это старший возраст уже. Ну, это уже такая довольно сложная штука. Классификационная. Тут. Но та же самая технология, коллективной аппликации, вы понимаете. Та же самая технология коллективной аппликации.
Что там еще есть интересно? Вот карту, которую они изучали. Ага. Это из пособия по второй младшей группе планирования. Вот игры, которые они делали, видите, все сами. Собери семейку слов игра. Ага. Отлично. Ну вот, я надеюсь, что так, здорово. Теперь я хочу на самом деле, давай. Я хочу показать вам еще, зачем я выключила, не знаю, ну ладно. Еще один вариант работы про числа. Это работа, которую дети сделали в студии компьютерной графики и анимации. Это дети уже старшего возраста, но сама по себе логика, как бы движение, она такая же. И здесь они уже это себе представляли. Я вам хочу сказать, что абсолютно все, что вы увидите, это, ну, сейчас прокомментирую, результат работы именно самих детей. Полностью все движение делали сами дети. То есть это не взрослый потом сидел. Вот каждый ребенок полностью целиком видеофрагмент сделан им. Все движения, появления, исчезновения, вот все это сделано, все это в программе PowerPoint. Эти все прыжки, вращения. То есть это режиссерская идея детей, а ими же реализованная полностью. Вот это фантастическая картина, конечно. Представляете, это же целое уже все пошло, а тут они собрались. Это прям история. У детей была возможность выбирать для себя объекты, то есть библиотека с большим количеством этих картинок, которые они, и набор разных вот цифр, они, соответственно, выбирали. Про что они хотят.
Море, как вы видите, тоже можно было выбрать для себя и типы кораблей разные. Ну, вот, собственно говоря, так. Ага, надеюсь. Так, я надеюсь, что все как бы, ага, отлично. Сейчас я загружу следующую нашу презентацию про старший возраст. Я уже не стала их все пытаться засунуть в одну, чтобы попроще, поудобнее было в дальнейшем. Сейчас она загружается. Я надеюсь, что картина вот среднего возраста, она у вас сложилась, и главное, вот какие-то эти идеи вы поняли. И мы с вами переходим к старшему возрасту, старшей возрастной группе. Старший возраст, и сразу я скажу, что старший подготовительный тоже на самом деле очень сильно отличаются, именно психологически отличаются. Старший возраст характерен, как мы уже с вами сказали, тем, что появляется вот эта временная перспектива. То есть дети могут теперь смотреть кино. И на самом деле с психологической точки зрения появление этого кино – это очень драматическая ситуация. Почему? Потому что у ребенка появляются вопросы впервые, откуда я взялся, и вопрос, что значит умереть. То есть, когда он начинает выстраивать эту временную перспективу, его разум упирается в ключевые проблемы человеческого бытия, на которые мы все с вами отвечаем тоже немножко по-разному. У нас разные представления об этом, потому что они все гипотетические, они, ну, такие, да. И это сложно. И на самом деле ребенок решает для себя в 5-летнем возрасте сложные вопросы, сложные проблемы. Это возраст, когда детей больше всего интересуют отношения между людьми, они становятся очень внимательными, они очень проницательны, они очень хорошо видят, понимают других людей, им очень важно, как к ним относятся, они как бы немножко дистанцируются от родителей, укрепляется их «я», ощущение себя, ощущение своей воли, своей отдельности. И они могут задаваться вопросами, любят ли их родители на самом деле, как они на самом деле к ним относятся. Иногда возникают какие-то гипотезы, что он там не родной им ребенок, потому что его наругали в какой-то момент. То есть это очень непростая история. Я всегда говорю, что 5 лет, пятилетка, в принципе, это такая психологическая репетиция подросткового возраста. Только у подростка это все вовне и так вот как бы плещется яркими красками на всех окружающих, а 5-летний переживает это все глубоко внутри. Но 5-летние чувствуют себя часто очень взрослыми и иногда даже просто старыми людьми, которые много прожили, много поняли, и они могут чувствовать себя одиноко. И у них эмоции становятся более стабильными, то есть у них появляются уже не просто эмоциональные какие-то реакции, у них появляются глубокие чувства, глубокие отношения. Это тоже следствие того, что появляется вот эта временная перспектива. То есть эмоции и отношения начинают прорастать во времени. Что такое чувство или отношения? Да? Мы всегда говорим, что у человека глубокие, серьезные чувства. Это значит, что он вас любит сегодня, любил вчера, и мы предполагаем, что будет любить завтра, послезавтра, ну и, в принципе, желательно, конечно, вечно. То есть это именно здесь ключевым является этот фактор времени. Вот этот вот фактор времени, он как раз появляется именно в этом возрасте. Поэтому мы называем этот возраст уже большие. И еще одна ключевая история, она тоже связана с появлением, в том числе этой временной перспективы, это появление произвольности. То есть умение произвольно контролировать, регулировать свое поведение, свои эмоции,
ну, именно свое поведение. То есть с этого возраста, с 5 лет, можно начинать целенаправленно обучать каким-то навыкам, тому, что требует именно произвольной регуляции, заниматься там каким-то спортом, еще что-то в этом духе. Когда ребенок это будет делать не на основе подражания, как это было раньше, а именно ожидая, что он будет, ну, как-то вот делать это осознанно. Презентация большая, подробная. Я не буду как бы читать и проговаривать все, что здесь написано. Опять же, она у вас будет, вы сможете, если захотите, это прочитать. Ну вот я уже, собственно, сказала, что да, теперь он может скрывать свои чувства именно в силу возможности произвольной регуляции. Он может не всем рассказывать о чем-то и не проявлять того, что на самом деле чувствует. То есть теряется вот эта непосредственность, и он может более тонко воспринимать нюансы отношений. Ну и отношения со сверстниками тоже приобретают такие большое значение, будем об этом говорить. Устойчивые чувства и отношения, и возникает проблема для него, это, конечно, подчинение там каким-то общим правилам и нормам, и постепенно у него вырабатывается эта способность. Дети очень восприимчивы к красоте, они любят красивое. И я, мне кажется, вчера вам рассказывала, не помню, о том, что, ну вот у меня был пример, когда я спросила детей, как вам показать, как рисовать цифру 2, как просто или как красиво. Они на меня посмотрели совершенно, ты сама что ли не понимаешь, сказали, конечно, как красиво. Они любят красивое, им нравится красота, они подмечают все ваши новые наряды, маникюры, помады, и они откликаются на это, для них это важно. Ну и, конечно, нужны впечатления, об этом мы говорили с вами много. Дальше понятно, что усложняется, дифференцируется их восприятие, увеличивается объем памяти, вот как раз цепочка взаимосвязанных событий, поэтому мы, собственно говоря, начинаем говорить об изменениях количества, двигаться к решению задач, пониманию арифметических действий. Здесь важно понимание обратимые и необратимые действия. Появляется развернутый сюжет, и в играх появляется такая новая реальность, как игры с правилами. Сначала ребенку подчинение правилам дается с трудом, поэтому нужно очень спокойно, терпимо относиться к тому, что дети не любят проигрывать, не всегда любят соблюдать правила. Постепенно в течение 2 лет у них будет тренироваться эта способность, и как бы тоже будет формировать вот этот важный компонент готовности к школе. Во-первых, умение подчинять свое поведение правилу, и во-вторых, способность более спокойно управлять своими эмоциями в ситуации там неуспеха, какой-то фрустрации, преграды, что важно тоже в учебной деятельности. Вот это появление временной перспективы позволяет уже теперь осознать и начинать формулировать какие-то закономерности. Потому что такое, опять же, закономерность? Это когда есть событие А, событие Б, после А всегда следует Б. Но для этого нужно, опять-таки, видеть вот не одной картинкой, а вот эту вот цепочку. Поэтому дети начинают эти закономерности осмысливать, и в том числе они могут осваивать способы разрешения конфликтов. Ну и это имеет отношение к формированию основ морального поведения. У нас есть программа морального развития, авторская Софьи Густавовны Якобсон. Она очень интересная, она такая игровая, но это тоже тема отдельного большого разговора. Не знаю, насколько вы в нее погружались, не погружались. Ее можно, собственно, использовать, работая по любой программе. Вот она у нас тоже есть. 5-летние дети идентифицируются с полом окончательно, то есть что кто мальчик, кто девочка. Ну и, в общем, я уже говорила, что они очень хорошо видят окружающих взрослых, отношение к себе.
И постепенно они начинают выстраивать образ себя и своей жизни в будущем. Это тоже такая интересная, важная история. А в отношении к себе одни дети себя устойчиво оценивают как хороших, там умных, другие могут к этому возрасту уже устойчиво тоже себя оценивать как глупых, там неумеха, неуклюжие и так далее. Они это, конечно, берут от взрослых, поэтому с оценками нужно обращаться очень аккуратно. Ну и когда, опять же, я подробно читаю, скажем, психологические особенности возраста, то мы подробно говорим о том, что на самом деле поведение педагогов, а мы с вами все являемся женщинами, по отношению к мальчикам и девочкам не должно быть одинаковым, оно должно быть разным. Потому что в психологической структуре мальчика и девочки женщина играет разную роль. Для мальчика женщина – это источник самооценки, для девочки женщина – это источник модели поведения. Поэтому девочкам важно, как вы себя ведете, как вы выглядите, а мальчикам важно, как вы их оцениваете. Поэтому, если в общем виде сказать очень коротко, я всегда говорю, что женщинам нельзя ругать мальчиков. Такой запрет существует во многих традициональных культурах. Если вы вот где-нибудь, любая из культур горных регионов, вы там окажетесь, то категорически будет не разрешено как-либо грубо, и вообще мальчиков запрещено ругать. Я очень хорошо помню, я была не бог весть как в горах, а просто-таки в Сухуме. Мы шли с моим 3, по-моему, тогда летним, 4-летним сыном. Вот, и что-то он там такое сделал, и я ему что-то достаточно резко сказала. Тут же остановился проходивший мимо мужчина и сказал: слушай, ты как с мужчиной разговариваешь, а? Дорогой, не расстраивайся. Пойдем, хочешь, я тебе, что ты хочешь? Мороженое любишь, я тебе куплю. Пойдем мы с тобой погуляем. Будем разговаривать, будет все хорошо. То есть это действительно очень важно для формирования позитивной самооценки у мальчиков. И, соответственно, их вот это вот ожидание в коммуникации, в общении с женщинами, в принципе, в будущем. Положительная самооценка – это стержень успешности мужчины. Наверняка вы встречали, и думаю, что не раз, есть удивительные такие мужчины, которые, в принципе, он и косая сажень в плечах, и руки из плеч, и голова на месте, но при этом он себя чувствует каким-то ущербным, не таким. Он сутулится, он смущается, он никаких шагов не делает ни первым, ни вторым. И вот у него все время ощущение, что с ним что-то не так. В нашей культуре российской, к сожалению, таких мальчиков, мужчин вырастает очень много. И это, к сожалению, результат той культуры коммуникации с ними, которая, она у нас в целом в массе существует. Мы нередко, женщины, разговаривают достаточно авторитарно, резко, и очень часто, очень много мы всему даем оценок. Мы все время все оцениваем. На самом деле, с точки зрения психолога, вообще желательно в общении с детьми, да, собственно, и друг с другом, честно говоря, избегать вообще оценочных суждений. Плохих однозначно, с хорошими тоже поаккуратнее, потому что когда вот это вот идет постоянный, так сказать, заговор девочки на то, что она принцесса, тоже не очень хороший вариант, потому что все время есть какое-то напряжение по поводу... Любая оценка вызывает напряжение. На самом деле из нее оценка имеет смысл, но только в деятельности и только в конкретной деятельности оценка конкретного результата. Не человека, а именно того результата, который получился. Потому что результат можно менять, его можно улучшать. И у нас в программе как раз есть вот эта динамика оценки результата деятельности ребенка от в целом поддерживающей положительной к адекватной и содержательной в старшей подготовительной группе. Но вот то, что касается каких-то вот этих вот интегральных таких ярлыков, ты умница, ты дурак, там, ты неряха, ты неуклюжий, вот это все,
желательно просто в принципе избегать этого, потому что вот эти интегральные оценки человека, они ничего ему не дают, кроме напряжения, и наоборот, они ему в дальнейшем только мешают. Ну, если уж так сразу мы избавиться от этого не можем, то каждый раз, когда вам хочется поругать мальчика, посчитайте до 10. Подумайте, опять же, стали бы вы так обращаться, старайтесь разговаривать и общаться с мальчиками так, как вы, в принципе, разговариваете и общаетесь со взрослыми мужчинами. Что бы мы о них не думали, мы все равно разговариваем с ними достаточно деликатно, вежливо, уважительно. Мы выбираем выражение, мы не лепим все, что в голову в данный момент пришло, как правило. Ну, либо если мы решили уже навсегда там с ним больше никогда его не видеть, но считайте, что этот мальчик, вот он для вас, вы не можете его никогда больше не видеть, завтра вы снова придете, он снова придет в вашу группу. Поэтому нужно очень, на самом деле, очень деликатно, потому что для мальчиков любая наша вот отрицательная оценка, она очень разрушительна. И он не сможет быть успешным во взрослой жизни именно потому, и это, увы, происходит в дошкольном возрасте. Школьники уже менее, для них это менее критично, они менее чувствительны, хотя и там тоже это все работает. То, что касается девочек, я уже сказала, что лучше это вообще в принципе просто эту функцию как-то отключать, вот этого оценивания всего. Но то, что касается девочек, в принципе, ваша оценка не столь разрушительная. Надо сказать, что по наблюдениям, конечно, большинство, 80% негативных оценок, которые педагоги выдают, мы выдаем их мальчикам. Давайте будем честны. Это вот на автоматическом уровне происходит. Для начала просто потому, что мы их хуже понимаем. Мы хуже понимаем, зачем лезть в грязь, зачем собирать там какие-то эти винтики, железки непонятные, там, зачем играть в эти шумные игры, зачем оружие. Все это нам не очень понятно и не близко. Девочек мы всегда понимаем лучше, потому что это мальчики собирают мусор и возятся в грязи, а девочки делают чудесные секретики, потому что это же там такая там из волшебной красивенькой фольги, потому что ну, болтики-то это гадость и грязь, а фольга-то это же сокровище, мы же это понимаем прекрасно. Это же, ну, ясное дело любому. Поэтому там закопать фантики с цветочками – это милое дело, а ковыряться, да, нам просто это… Но дело еще в том, что для девочек наша оценка не является столь разрушительной, потому что, в принципе, девочка, что бы вы там ни говорили, про себя думает, ну, так не буквально, но в целом это механизм примерно такой, что, ну ладно, она просто завидует моей красоте и молодости. Что у нее там, какое у нее там сегодня колечко надето. То есть ей будет более важно и интересно именно вот вы как модель. И здесь нужно быть аккуратным в том отношении, что если мы с детьми обращаемся грубо, резко, неласково, то велика вероятность, что также они будут обращаться со своими собственными детьми. Не только мама и не только там бабушка становятся моделями, образцами материнского взрослого поведения. Такой моделью могут выбрать любого человека, который нравился. И нравится, в том числе, часто нравятся именно воспитатели. И ребенок в детстве, именно в этом возрасте принимает решение, что он хочет быть вот именно мамой, хочет быть именно такой, как вот любимая воспитательница, которая ласковая, нежна, добра, у которой всегда хорошее настроение, мягкие интонации, и, в общем, ну, такая приятная во всех отношениях. Поэтому, ну, это большой разговор, я просто как бы для вас вот обозначила сам по себе вектор, да? Отношение ко взрослому. Конечно, взрослый был безоговорочным авторитетом, в 5 лет, в принципе, появляется критичность и анализ, в том числе и в оценках нас с вами, вообще взрослых, появляется независимость своих суждений, то есть появляется некоторая дистанция. Сверстники значимы, речь развита, играют вместе с удовольствием, страдают, если нет друзей. Вот для них очень важно, чтобы была компания, был друг, было с кем поговорить. То есть вот это ровесничество, оно очень здесь ярко как бы проявляется. Поэтому симпатия, антипатия, все это важно для детей.
нам важно с вами понимать, что когда мы детей оцениваем, мы невольно регулируем их социальный статус в группе тоже, потому что все-таки, будучи авторитетом, не раз сталкивались, вот с Софьей Густавной проводили эксперименты. Я там с Машей не дружу. Почему? Потому что она медленно ест. Я когда первый раз услышала, я просто была в шоке. Я говорю, что я вообще не понимаю, какая тебе разница, как ест Маша. А воспитатель ее всегда ругает. Вот, понимаете, то есть на Маше поставлен жирный крест из-за того, что воспитатель ее ругает за то, за что ругать, конечно, совершенно не должен, потому что все едят в своем темпе. Он у нас разный. И на самом деле быстро есть – это не есть хорошо. Это, конечно, удобно взрослым, но это не наоборот. Всегда врачи говорят о том, что учите детей долго жевать и есть медленно. Вот, поэтому тут вот такая вот история. Взаимоотношения осознаются, фиксируются, кто мне друг, с кем я вожусь и так далее. Но происходит вот это вот социальное такое разделение. Есть более популярные дети, есть менее популярные. И, конечно, очень важно, чтобы у каждого ребенка кто-то были какие-то друзья. И вот здесь как раз воспитатель через какие-то специальные ситуации, через игры, предлагая детям какие-то роли, иногда может этот статус менять. Но я это в опыте у меня, скажем, это всегда происходило не столько через игры, сколько через занятия театром. Везде, где я работала, мы всегда использовали театральную педагогику, всегда ставили спектакли, театром занимались, и вот там очень хороша возможность, когда вы ребенка, допустим, тихого такого, какого-то вот никакого, вы его берете на какую-то яркую, интересную роль, он раскрывается, после этого меняется отношение к нему в коллективе. И наоборот, можно ребенка, ну, такого гиперактивного какого-то сложного, можно дать ему роль, которая требует от него, наоборот, какой-то собранности, сосредоточенности и такой тихости проявления. И это тоже потом переносится в групповую жизнь. Поэтому театр, конечно, великая история. Инициатива проявляется в очень интересной области, внеситуативная. Личностное общение со взрослыми сверстниками. То есть это вот именно устойчивое. Вот он хочет, ребенок, он хочет с вами общаться. Вот он и там с Петей. Вот. И не потому, что сейчас ему захотелось, а в принципе он вас выбирает как своего собеседника и своего друга. Ну и, конечно, яркая познавательная инициатива, безусловно, она присутствует. Ну, теперь содержание образовательной деятельности. Мы, опять же, конечно, не будем с вами здесь прям совсем говорить про все. Появилась произвольность, можно начинать формировать у детей этикет, культуру поведения, знакомиться с этим. Также этикет, культуру поведения речевого. То есть вообще вот само понятие этикет и культура поведения, ее можно начинать потихонечку разминать, развивать, вводить в вашу жизнь. Ну, совместные цели по возможности, да, вот вы такие занятия, которые, ну, как раз коллективная аппликация очень этому способствует. Гражданское патриотическое воспитание в этом возрасте возникает, появляется. Очень важная тема – это формирование представления о труде. Вообще сейчас фактически у нас формировалась подпрограмма формирования представления о труде, отношения к труду. Она достаточно большая, объемная, на все возраста. В общем, есть такая история, это очень важно на самом деле. Взаимодействие внутри детского сада. У нас есть технологии, мы предлагаем, как можно организовать общение старших с младшими. И обратно, это тоже такая вот, ну, в книжках по организации пишем об этом, потому что это тоже такой важный момент. Ну, такие общепонятные вещи социально-коммуникативного развития. В познавательном развитии знаки, символы, про труд мы уже с вами сказали.
Ну, из нового, то, что сейчас буквально вот возникло, вероятно, это будет история про финансовую грамотность. Я пишу сейчас программу как раз парциальную на эту тему, про финансовую грамотность в дошкольном возрасте, потому что очень важно, как бы, как к ней заходить и вообще о чем там говорить. Потому что невозможно начинать этот разговор, стартовать прямо с разговора о деньгах, он должен начинаться обязательно с разговора о труде, с такой воспитательной точки зрения. Вот что я хотела вам сказать, отвлеклась. Когда появились вот эти два полюса, да, откуда я взялся и что значит умереть, как отвечать на эти вопросы. Спасибо, Татьяна Валерьяновна, большое. Я хоть вижу какой-то отклик, рада, что вы нашли возможность слушать. Это, конечно, я понимаю, что очень сложно в вашем графике. Спасибо за поддержку. Смотрите, откуда я взялся. Пожалуйста, я очень прошу вас воспринять, что сексуальные энциклопедии для маленьких детей не являются ответом на их вопрос. И, на мой взгляд, совершенно не нужно их в детском саду рассматривать. Не нужно там про яйцеклетки, зародыши, вообще вот эту всю историю. Я вам скажу, почему. Потому что на всех этих картинках изображена история развития тела какого-то зародыша. Тело. Ребенок задает вопрос. Вообще люди всегда вопросы задают точно. Они спрашивают о том, о чем они хотят спросить. Ребенок задает вопрос, откуда взялся я. Нигде на картинке энциклопедии для маленьких нет я. Там есть история деления клеток, дифференциация биологических тканей, развитие эмбриона и рождение младенца как физического тела. Рождение младенца как физического тела. Ребенок спрашивал, откуда я. На этот вопрос, ну, опять-таки, на мой взгляд, нужно отвечать, понятно, что, естественно, что его родила мама, но нужно отвечать, в принципе, максимально, ну, как бы честно, приближенно к тому, что вы действительно об этом думаете, потому что мы думаем совершенно разные вещи все. И разные там религии, да, они предполагают разные истории. Скажем, маленький индус, у которого, ну, как бы он растет в культуре, в которой идея реинкарнации, она столь же естественна, как для нас с вами идея выращивания огурцов из семян. Ну, да, понятно, что ему все ответят примерно в этой логике. В общем, вот я хочу сказать, что вплоть до того, что для меня, для самой это чудо. Какое-то время, вот, и я могу сказать, что действительно я, вот, применительно к своим собственным детям, я воспринимаю их, именно вот их я, их, ну, как бы то, что они есть в моей жизни, я это воспринимаю как подарок и как чудо. Я это не воспринимаю как историю биологического развития эмбриона, потому что, опять же, история биологического развития эмбриона не отвечает на вопрос о появлении этих конкретных людей. Рождается конкретный человек, у него очень много как бы уже есть. Это любой, кто с младенцем общался, мы это знаем. Поэтому, на мой взгляд, нужно отвечать очень деликатно, подумав, аккуратно, не торопиться и не делать это по методичке, а делать это от души и со смыслом. И еще раз хочу сказать, на мой взгляд, серьезно очень, это такая штука, которая вообще преждевременная информация, опять же, вальдорфской педагогики, они очень много об этом говорят. Сейчас я четко вижу, что преждевременные, очень подробные энциклопедии детские, которые там мышцы, кости, все эти системы,
в деталях, в разрезе человек, там, про метеориты, которые летят, они порождают очень серьезные страхи, фобии у детей, потому что ребенок не может справиться с этой информацией, он не может ее переварить, или там про вот эти всякие там постельные клещи, которые везде живут в пыли, микроскопические существа. Ну, в этом году, понятно, там микробы, вирусы, вот это все, чего мы не видим, но вроде как все этим кишмя, но оно не вроде, оно, конечно, кишмя кишит, но слава тебе, Господи, мы этого не видим, мы просто с ума сошли. Поэтому ребенку тоже все это, грузить всем этим нужно очень дозированно. Его сознание не в состоянии пока это переварить, и нужно очень аккуратно. Действительно, издания, которые вы берете, ведь эти энциклопедии, они бывают великолепно изданы, там очень все это здорово, красиво, но просто страшно на это смотреть. Потому что, опять-таки, вот не надо преждевременно углубляться в то, что какой-то вот мудростью жизни скрыто от наших глаз. Понимаете? Мы того, что открыто нашим глазам, не успеваем очень многое посмотреть. Давайте для начала мы сосредоточимся на том, что мы вполне можем воспринимать с помощью наших органов чувств. Очень, на самом деле, очень мудро устроен человек, сложное существо. Мы с вами, например, по счастью, не осознаем там работы сложнейшей системы нашего организма, он как-то управляется без нас, потому что если мы в это включимся, то точно все это пойдет как бы непонятно как. Он подстраивается под нашу жизнь, под наш образ мыслей, приспосабливается к нам, скажем так, но функционирует в достаточной степени автономно от нашего сознания. Поэтому это все не нужно. И вот то, что касается вот этих сексуальных всяких энциклопедий, вот поверьте, что это абсолютно ни к чему, правда, серьезно, совершенно в этом возрасте. И анатомии в большом объеме не нужно, и истории про космические там катаклизмы тоже не нужно. То есть материал нужно отбирать, он должен быть экологичным, не токсичным для маленького ребенка. Все-таки это маленький ребенок. Все-таки не все подряд информацию, не все подряд знания. Нужно выбирать, когда мы говорим об истории, то нужно, опять же, не нужно про кровавые войны, не нужно про побоища, не нужно про, нужно рассказывать те моменты истории, которые являются вдохновляющими, которые являются красивыми, которые могут быть фундаментом для будущей жизни. Все вот эти драмы, трагедии, перипетии, давайте мы это оставим на, еще впереди у него, там школа, он с этим будет встречаться, сталкиваться. Так же, как там, скажем, когда мы, то, что касается там празднования победы и прочее, тоже здесь очень нужна такая психологическая аккуратность и корректность в освоении всех этих тем. И то же самое, то, что касается смерти, очень сложно отвечать на этот вопрос. И, в общем, в каком-то смысле достаточно честно, мне кажется, будет сказать в какой-то момент, что мы не очень себе представляем, мы на что-то надеемся. В общем, это тоже исходя из того, что вы действительно реально думаете об этом. Аккуратно. Скорее всего, в детском саду особо вас спрашивать дети не будут, но они думают об этом, и родители могут спрашивать вашего совета вот в этих ситуациях. Здесь много слайдов, которые раскрывают, собственно, наш ПМК. У нас тут, интересная история в математике. Вы знаете счет, измерения, опять-таки там классификация. Это мы сейчас тетради, три комплекта тетради под математику. Собственно говоря, идет сочинение сказок, историй, в том числе это помогает речевому развитию детей. В речевое развитие очень подробно описано у Татьяны Ивановны на каждый абсолютно возраст отдельная книга, так что вы совершенно точно с этим справитесь. Появляется полочка умных книг, появляется традиция встречи с интересными людьми. В общем, такие штуки, Про художественно-эстетическое развитие, мне кажется, мы с вами поговорили достаточно. Естественно, что нужно смотреть произведения искусства, слушать музыку. Опять-таки у нас программа по слушанию музыки есть авторская.
очень хорошая, апробированная, я вам ее рекомендую. Вы можете ее реализовывать сами, вам не нужен для этого музыкальный руководитель. Вообще в отношении с, ну, как бы, музыкальной истории, ага, хорошо. У нас, опять-таки, своя сформирована, в принципе, концепция музыкального воспитания в детском саду, но практически мы ее особо никуда не, потому что музыкальные руководители, как правило, работают так, как они привыкли работать, у них есть привычные им форматы, и они особо двигаться оттуда никуда не хотят, поэтому я даже и не углубляюсь в эту тему с вами. Но вот на программу по слушанию музыки Светланы Елизаровой я обращаю ваше внимание, она в книжках по планированию представлена, и вы ее прекрасно можете реализовывать с детьми сами, вам для этого никто не нужен. Физическое развитие, вот это, конечно, да, этой темы мы с вами не коснулись, и как раз, наверное, вот 10 минут, которые у нас остались, это хорошее время, чтобы описать основные принципы подхода именно к физическому развитию в радуге, потому что всегда вопросов очень много. Я уже говорила, что у нас стоит задача сохранения и укрепления здоровья детей. И для этого, прежде всего, нужно обеспечить, естественно, да, такие базовые вещи. Должно быть нормальное, хорошее питание. У нас, кстати, в Москве с этим сейчас очень все проблемно, потому что практически почти в садах позакрывали кухни, теперь это доставляется готовые. В общем, это стало очень все грустно. На самом деле, еще какой-то, я не знаю, просто переживали ли вы, лет 7-8 тому назад еще, значит, выпустили новое меню с обилием брокколи, морской капусты и вообще каких-то замороженных овощей разнообразного вида и отсутствием соли. И был период, когда вообще мы просто не знали, что делать, потому что вот это все то, что по новому меню было предложено, дети не ели от слова совсем. Они были голодные, то есть, в общем, ну как бы ели они только хлеб. Это было страшно, на самом деле. Поэтому тут вот тоже бывают такие истории с едой, не совсем. Потом сейчас еще такая картина, что на стороне семьи, на стороне родителей, ну, кто-то, опять же, не знаю, как это у вас, у нас просто довольно ярко есть категория молодых родителей, у которых здоровое питание. Это, опять-таки, все такое, ну, пареное, не жареное, не много овощей, много почему-то макарон, я не знаю, почему как-то макароны вот идут. Ну, то есть, на самом деле, история такова, что примерно рацион взрослой женщины лет 30, которая не хочет набирать вес, он же предлагается ребенку дошкольного возраста. То есть это приходят родители, которые, да, хлеба не давать, масла не давать, еще бывает отдельная тема, мясо не давать. В общем, такая бодрая штука. Вот, и... То есть это идет история как бы такой, ну, на сокращение нормативов, рационов, количества жиров, тех же самых углеводов в меню детей. Ну и, в общем, это тоже... То есть питание сейчас не всегда бывает простой темой. Я счастлива, если у вас с этим более благополучно, искренне на это надеюсь, потому что еще плюс продукты, да, у нас сейчас очень такие, они разные, молоко, на котором все готовится, само по себе мясо изначально, ну и так далее. Значит, это нормальная еда. Дальше, что обеспечивает здоровье? Оптимальный режим прогулок. Оптимальный – это значит максимальный. То есть максимальное количество времени, которое в данный сезон комфортно, дети проводят на улице. Поэтому у нас в Радуге, например, теплая, когда осень и теплая весна. Вот поели, там 10 минут, 15 поиграли, и все, пошли гулять. И уже вся математика, там познание, рисование, лепка, все это взяли с собой, и всем этим занимаемся на улице. Дышим свежим воздухом, прежде всего. И там же свободное движение. Третий компонент – свободное движение, свободная двигательная политика в течение всего дня, вплоть до подготовительной группы. Это основа здоровья.
Четвертый компонент – это условия для сна и свободный режим пробуждения. У нас это установлено, детей никто не будет. Такого, что почему-то ровно в 3 абсолютно все должны проснуться, этого нет. Дети просыпаются постепенно, по мере пробуждения. Мы знаем, что в понедельник они спят до 3:30, как правило, и никто не стоит, понимаете, над душой с секундомером. Я не понимаю, в чем проблема вот этого, почему это все должно происходить ровно в 3. То есть у нас детский сад не аналог казармы. И, соответственно, мы создаем обязательно затенение в спальне, притенение, то есть такое подходящее условие, комфортные для сна. То есть дети имеют возможность спать столько, сколько они хотят. Ну и, естественно, завершающее, хотя, возможно, и первое по значимости, это атмосфера психологического, психоэмоционального комфорта. Потому что дети болеют прежде всего потому, что они находятся в саду в состоянии хронического стресса, это снижает иммунитет, и потому что они не хотят туда ходить. Они очень быстро, их организмы очень быстро улавливают эту зависимость, что там, да, чуть-чуть не здоровится, можно остаться дома. Если они хотят остаться дома, не хотят идти в сад, все, механизм этот работает безупречно. Я вам могу сказать, что при всяком отсутствии мы с самого начала практически ушли и не проводили никакое закаливание, потому что с нами работали хорошие врачи, они нам объясняли бессмысленность, на самом деле, этой всей истории, потому что там никогда режим этого закаливания, когда у тебя 25 детей, я уже не говорю про большее количество, ты его не сможешь соблюдать, поэтому бог с ним. Мы особо не кормили детей там витаминами синтетическими, но всегда заболеваемость в наших группах была существенно ниже, чем в других, и она была невысокой. За счет чего? За счет психоэмоционального комфорта. Поэтому если дети болеют, еще раз болеют, значит им не очень хорошо. Это вот то, что нам как-то нужно понимать. Дальше, значит, вот мы все это то, что мы создаем в группе, да, для них условия, которые мы создаем в группе. Дальше моменты, что нужно дальше? Дальше нужна какая-то более яркая двигательная активность. Она у вас может быть в разных формах. Она может быть в виде физкультурных занятий, в принципе, вот в классическом таком формате. И все эти физкультурные занятия вот идеальны, если вся эта история на свежем воздухе, на улице. Потому что оставаться в душном помещении для того, чтобы там еще попрыгать, вместо того, чтобы попрыгать во дворе, никакого нет смысла. Поэтому мы в планировании, я вообще максимально физкультурное занятие планирую на воздухе, на улице. И дальше уже там есть у вас спортивное оборудование, в зависимости от возраста вы можете это, по-разному к этому подойти. Но реально, если здоровье хочется, то надо делать это с возможностью дышать, вентилировать легкие, дышать и двигаться активно там. То получается, что на прогулке не бегай, не прыгай, не стой, а зато мы пойдем на физкультуру, и там мы 20 минут, непонятно чем, непонятно зачем позанимаемся. Эффективное занятие активным движением, если у вас есть специальные преподаватели, которые чем-то владеют, методиками или каких-то подвижных игр спортивных, там типа футбола, баскетбола, например. Баскетбол одно время в Прибалтике очень хороший давал результаты с дошкольниками, естественно, старшего возраста. Есть ли у вас преподаватели, гимнастики, может быть, хореографии? Теперь давайте будем понимать, что если у вас есть хореография, танцы, это тоже физкультура, это тоже форма всего того же самого. Если у вас есть бассейн, то есть вы вот это активное движение просто продумываете максимально разумно. Если специалистов нет, если нет человека, который может действительно дать детям что-то уникальное, интересное, полезное, какое-то необыкновенное, и это должно быть именно в зале, то давайте пойдем на улицу и спланируем физкультуру на улице. Вот, собственно, что я хочу сказать. Элементы сезонных видов спорта, элементы спортивных игр. Но здесь очень все зависит, конечно, от конкретных возможностей физических самого педагога, что он, на что он готов, чем он может с детьми поделиться. Если сложно особо ничем, в конце концов, опять же, дайте им возможность подвигаться свободно. Ребенок сам возьмет. Это здоровый, нормальный, организм, человек. Кому-то хочется вот так вот круги наворачивать, он будет бегать и будет бегать долго. Кто-то не будет этого делать. В общем. То есть вот
в принципе, такая как бы логика. И еще важный момент – это учет региональных рекомендаций врачей-специалистов. У нас огромная страна, у нас где-то полярная ночь, у нас где-то Ставропольский край. То есть нужно вот в вопросах здоровья, опять же, нужна региональная программа, нужны региональные рекомендации, нужно исследование динамики работоспособности детей, потому что мы пишем, что самое вот это темное время, например, вот сейчас, декабрь месяц, почему мы не случайно говорим, давайте заниматься Новым годом, не надо ничего уже сжимать ни из себя, ни из детей. Да, мы все встраиваем в эту логику, потому что это самая низкая работоспособность, самое темное время года. Но в каких-то регионах это дольше продолжается. То есть я могу сказать это про свой, там, где я живу. Понимаете? То есть это вот все важно. Да, здесь же, кстати, у нас вот эта важная тема, на самом деле, личная безопасность. Отдельно есть пособие на эту тему Татьяны Ивановны Гризик. И правила безопасного поведения вот в природе, в быту и так далее. Это важно, действительно важно. Старший возраст подготовительный не запугивая, но постепенно как-то вот этот контакт с реальностью углубляя. Огромное вам спасибо за сегодняшний день работы. Мы работали очень плотно. Я рада, что вы собрались. Опять же, я буду рада вашим вопросам сейчас, завтра. Завтра у нас с вами, по моему замыслу, мы будем с вами говорить о планировании. Как планировать работу, как ее организовывать. То есть, да, мы сейчас вот с вами говорили о технологиях в связи с возрастными особенностями. И теперь мы перейдем, собственно, к тому, как это реализовывать в педагогической практике. Вот такой у меня замысел с вами на завтра. Если у вас есть что-то, какие-то пожелания, напишите в нашем чате, я его, естественно, вижу. Спасибо вам огромное за сегодняшний день. И я буду тогда ждать встречи с вами. Ой, Татьяна Валерьевна появилась, ура. Да. И также до 18 завтра, да?
Мне кажется, самое разумное это вообще, когда не знаешь, что делать, дай ребенку подумать самому. Знаете, Татьяна Валерьяновна, у меня вообще в какой-то момент, во-первых, у меня наступил большой инсайт относительно мужчин. Как-то вот у нас все-таки в культуре мы так настороженно относимся. Вот я в какой-то момент поняла, что когда не знаешь, что делать, в принципе, можно спросить любого мужчину, который оказался неподалеку, он тебе ответит в одном предложении, и абсолютно по существу, даже если тебе кажется, что он дурак. Вот так как у них мышление, оно, понимаете, такое как бы системное по-крупному. Потому что ты начинаешь рассуждать, там 33 детали, ты все учел, ты уже запутался, уже не знаешь. А он тебе в одной фразе говорит то же самое с детьми. Вот когда не знаешь чего, спроси у него, дай ему, потому что пусть они обращаются так, как они хотят. Мы можем нагрузить на эти куклы больше, чем они грузят. А можем наоборот чего-то недоучесть. Поэтому как они? Ну вот они уходят, они же не хотят взять домой, пусть возьмут. Хотят здесь оставить. Конечно, на стенку-то заголовку ее прибивать, я думаю, не надо. Потому что ну, зачем? Но они же где-то ее оставят, положат куда-то, посадят. У них там такие шикарные. Я бы, например, вот если бы это была моя кукла, я сейчас просто... Я бы ее посадила на окошко. У них там так уютно на подоконнике. Прекрасно. Мне кажется, они сами как-то вот, как они решат, но они уходят, они могут их, они же картонные, их можно поставить на куда угодно, на окно. Не будет. Ну, конечно, будет. Так а как? Конечно, они ради чего они делают? Любую куклу они будут одушевлять. Но смотрите, ведь это на самом деле эта история, она же тоже не случайна, потому что сейчас очень много, например, вот куклы Барби, да, появились же Барби, которые изображают реальных людей. Там всякие конкретные, ну там кто, я не знаю, Бритни Спирс там и так далее. То есть эта история, вот куклы, матрешки. Раньше же была матрешка, это был, ну, художественный образ. Сейчас можно идти, ты видишь матрешки, ну, конечно, главный у нас это президент в первую очередь, матрешки такого вида, и дальше там кого только нет. То есть они увидели эту штуку, что вот так может быть, наверное, где-то, мне кажется. Ну и, соответственно, продолжают. Но мы же не относимся, как бы, ну, одушевляем до какого-то. Как вообще, в принципе, дети, они одушевляют игрушку, но не настолько, чтобы уж прям совсем. То есть они сами эту границу устанавливают. Спасибо.